как говорится, хоть немного, но мы сделаем то, что у нас является Так вот, проблема в нашей Я не пропадал, уважаемые друзья, у меня возникли ряд проблем, технических проблем. Алейкум салам. Привет, Танюша, всем моим братьям, ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату. Я надеюсь, что присоединились все сейчас, по крайней мере, количество, которое есть. Мы заранее предупреждали и говорили, у нас огромное количество нарнийцев, которые выстроились в ряд, где-то 30 аккаунтов, которые просят, отправили запрос, хотя я попросил этих утырков, ублюдков, не имеющих ни пола, ни рода, с нулевыми аккаунтами, страничками, не приходить ко мне, что среди мужчин, достойных людей, им делать нечего, но, видать, они не поняли. Есть те, которые проскочили, они думают, что они просочились, но мы их запустили, по крайней мере, поскольку это необходимо и нужно. Вот. Что касается ответов, меня попросили ряд вопросов, которые прислали все почти что, ссылки мне скидывают по последнему нытью нашего Русика, который опять, видать, не сдержался, у него процесс такой, ну, как вам сказать, здесь девушки, я просто не хочу более говорить, что за болезнь. Это такая вот, есть болезнь недержания. Видать, у него вот эта болезнь протекает. Но, снова же, я хочу всем, до всех довести, я не собираюсь отвечать таким же методом, как он. Я не собираюсь говорить обострение, осеннее обострение некоторых людей и отвечать на их сказки. Амин. Масерайо Бюстик. И мы поговорим о ряде вопросов, которые не касаются их. Непосредственно, что касается всех перечисленных авторов, которые якобы занимаются, так сказать, которых он перечислил, которые знают, алейкум ассалам, которые знают, что делать, как делать. Все перечисленные горшки, дикая патя, хапизовщина и все остальные, которых Русик перечислил, это всех, кого он перечислил, фактически являются как один. Ауховцы их знают, те, кто занимается историей, этих людей знают. Это ярые чеченофобы, которые всеми фибрами своей души ненавидят нас и занимаются вот этой ерундой уже на протяжении огромного, долгого времени. Что касается высказывания Лаудаева, так по поводу Лаудаева, здесь, конечно же, единственный, кого так сильно любят и сюли, и нарнийцы, это наш российский офицер, который не имел ни исторического, ни этнографического, никакого образования в области непосредственно, которые могли вести работу. Он российский офицер, который, дабы выслужиться перед своим начальством, который никогда в жизни, за всю свою жизнь, даже не был в старых атагах, он дальше крепости Грозной никогда не ездил. А описывает он все горные, как говорится, тайпы общества, в кавычках там,
тухумы и так далее и тому подобное. То есть то, что бабушка рассказала по сплетням, по сказкам, а мы знаем, как наши некоторые люди и до сих пор в 21 веке сидят, рассказывают сказки о чистоте крови и так далее и тому подобное. Есть такие у нас, ну, я не хочу обижать этих людей, но, к сожалению, горе историков, которые далеко не блещут своим умом, такие же, как и Русик, конечно же. И их родственники, норнийцы. Они тоже любят сидеть, щелкать на камеру иногда, чтобы засняли, и рассказывают такую ерунду, чуть ли не о том, что они являются праотцами и фараонов, и всех остальных. Такие люди есть везде, о них вне всякого исключения говорили еще в свое время такие ученые, видные ученые, которые записывали, и Берже, и немецкие, и французские ученые рассказывали о том, что именно среди нахчийских обществ, начиная от Дарьяльского ущелья, заканчивая рекой Сулак, междуречье Тереком и Сулак, ну, с рекой Сулак, у нас любят потрепаться, так сказать, рассказывать сказки. У нас каждый второй, кого не спроси, алейкум ассалам, является этнографом, является супер начитанным историком, и они знают все про все. Но, к сожалению, порой и ровно в процентном отношении, дабы не обидеть старшее поколение, 50% из всего, что рассказано, не является ничем, кроме как вымыслом. И вы, особенно в области этнографии, особенно тейпов, происхождения тейпов, взаимоотношения тейповых, это все является всего лишь предрассудками и в некотором случае старческим маразмом, где особенно любят оскорблять, унижать достоинство обществ, которые когда-то имели вражду между собой. Ну, ни больше, ни меньше. Такое есть везде, включая, что и, как говорится, от самого запада до самого востока. Есть среди всех обществ, среди всех варов, гаров, димту, тухумов, называйте как хотите. Вот, поэтому ничему удивляться не стоит. Особенно я прошу, уважаемые горе-исследователи, хотя бы, когда вы говорите, у нас и так достаточно, даже есть продажные историки, которые пишут за ломаные гроши вот эти свои дешевые. Добрый вечер. Ломаные свои дешевые писульки за копейки, не думая о том, что можно оскорбить, задеть чувства своего народа. Это несправедливое отношение, это отношение, начиная от Востока, заканчивая Западом. Мы должны прекрасно понимать, что мы все должны уважать друг друга в первую очередь. Но мы должны знать, что достойный ответ всегда был, есть и будет. Сегодня непривыкшие люди начинают оскорблять, начинают додумывать, чувствуя свою вину по этому поводу, они начинают сидеть, домысливать и оскорблять. Еще раз вам говорю, уважаемые мои подписчики, друзья, кто-то переснимет, кто-то запишет, можете записать и сказать: мне абсолютно ни тепло, ни холодно от того, что вы обсуждаете мою бороду или мою лысину, или пытаетесь исказить мое имя. Валлахи, биллахи, талахи, за это вы ответите перед Всевышним Аллахом. Я такой, какой создал меня Всевышний Аллах. Даже будь я одноглазым, я не знаю, каким бы я ни был калекой, у меня нету никогда привычки над людьми издеваться. Да, у меня есть плохая привычка, если я вижу если я вижу что-то плохое, я пытаюсь всегда этим людям сказать в лицо, хотя мне мои друзья предупреждали, говорят, что это нехорошо, людям не нравится, когда ты исправляешь их ошибки, или там, я не знаю, или я увижу пятно где-то на блузке, я не буду молчать, а потом за спиной говорить, я скажу, у тебя там пятно запачкалось и так далее. Я прямой человек, я показываю свой фейс, я выхожу с вами в прямой эфир, я максимально не рассказываю о своих, пытаюсь сдерживать о своих каких-то проблемах или заморочках, которые у меня есть. Поэтому есть ли проблемы? Есть реальные проблемы, с которыми я сталкиваюсь.
ежедневно, даже по своей работе. Огромное количество угроз. Аллахи, биллахи, талахи. Есть и угрозы есть. И оскорбления есть. И много чего есть. Что я не говорю и чего я не доношу. Вначале я велся более эмоционально, выезжал на встречи, ездил там туда-сюда. А позже я понял, что это просто-напросто боты и тролли, которые любят трепаться ни больше, ни меньше. Еще раз, мы никого не оскорбляем, мы никого не задеваем. Мы отвечаем только на ту ложь, которая в адрес нашего народа. За любой чеченский Нохчи Тайп я всегда говорил, ва алейкум салам, говорил и говорю и буду говорить. Я знаю, что здесь есть старшее поколение. Валлахи, биллахи, талахи. Пока я живой, пока то, что я знаю, во мне есть, я буду опровергать, я буду защищать свой народ, и я за то, чтобы мы были едины. Валлахи, биллахи, талахи. Мне никто за это, ва алейкум салам, сайхан. Мне никто за это не платит, мне никто не говорит ерди, цахум дурша. А сделах дуймабушун, что мне никто не указывает. И никогда не указывал. Что касается, кто бывает в моих эфирах, вы прекрасно знаете, что какими бы их ни называли, оппозицией, что бы ни с Европы, с Казахстана, с Китая, с Индии, любыми представителями моего народа я пытаюсь, чтобы мы были едины. Что касается последних роликов за прошлую неделю, мне скидывали ссылки очень часто. Я не хочу, поскольку ангажированность, политические нюансы есть, скидывали ссылки, вырезки из общего разговора некоторых СМИ, либеральных СМИ, которых мне все присылали. Посмотри, что они говорят. Особенно про наш народ, обсуждение о том, что будет третья война, обсуждение о том, что чеченцы никогда не будут. Уважаемые мои братья и сестры, на протяжении 3 лет никакие либеральные, без либеральных СМИ я это говорю и призываю все, кто 3 года со мной, они знают. Я призываю и как раз таки говорю, уважаемые старшее поколение, наши сестры, мои подписчики с России, с Кавказа, не позволяйте, не давайте стравливать, не давайте людям готовиться к тому, чтобы пролилась хоть капля крови. Все эти разговоры, стравливание между собой, натравливание одних чеченцев на других чеченцев. И сандол хума, валлахи, биллахи, талахи нельзя допускать. Нельзя допускать сепаратизма внутри. И если мы верующие люди, кого не спроси, мы являемся, особенно я говорю про наших граждан, мы должны знать, что все в руках Всевышнего Аллаха. Что бы ни происходило в этом мире, что бы ни происходило, нету секунды, мгновения, чтобы Всевышний Аллах не видел или добра, или зла. Нету ничего в этом мире, поскольку мы богобоязненные люди, должны понимать это. Справедливость в этом мире будет, есть и восторжествует. Но ни в коем случае, какая бы что бы ни произошло, эти разговоры, что Россия развалится и так далее, Чечня не должна быть ни катализатором, ни инициатором развала России. Ни в коем случае. Никогда. Поэтому мы призываем всех, огромное количество, которые проживают в Европе, учитесь, работайте, развивайтесь. Не позволяйте с вами, чтобы марионетками пользовались. Запомните, эти кукловоды ничем не лучше вас. Деньги заканчиваются. Честь, достоинство – это то, что останется и с чем нам придется перед Всевышним Аллахом отвечать. Не позволяйте разжигать между нами. Не позволяйте стравливать восток нашей Родины и запад. Не позволяйте стравливать север нашей Родины и юг. Нету чеченцев, нохчи, которые там живут отдельные, там дальние кисты, Теркхуай, Эккай, там, или же те, которые живут в западной части. Не позволяйте. Не позволяйте ни в коем случае говорить «Ерш цен буй, ерш буй, мигердачун, я Аллах халха не истачун». Мы прекрасно понимаем, человек образованный, разумный, знает, как выглядит европейский
человек, как выглядит монголоидная раса, как выглядит негроидная раса. Вы должны это понимать. Вы должны понимать, что все делается только для одного, чтобы стравить. Стравливать, стравливать, стравливать. Говорить о чистоте крови, говорить о разных диалектах. Говорить не с точки зрения науки, а дабы оскорбить и стравить. Мелхи, тируай, акай, чэнты, чабарлой, шатуай, шаруай, теркхуай, гюмсиер, аухуай, кистинч. Нету никакой разницы. Наши предки проливали кровь на этой родине. У нас очень маленькая территория осталась, на которой мы живем. Нас стало 1,5 миллиона, и людям, те, которые привыкли, чтобы каждый день здесь проливалась кровь, и жить, выкачивая остатки этой крови из нашего полумертвого тела, рассказывая, делая на этом историю и все остальное, они наслаждались, они строили города, они делали все, что угодно. Они жили за счет нашей крови. Те, кто это... Я не говорю про простых людей, про нормальных соседей, я не говорю. Тот, кто это занимается, чем занимается. Поэтому, само собой, я и говорил, и буду говорить. Уарстхой – это ногчий народ. Мелхей, тируай, чаберлой, шуатуай, шаруай, не позволяйте. Валлахи, биллахи, таллахи, внутренний сепаратизм разжигается только для ликвидации и уничтожения нашего. Когда я призывал и говорил о бренде, когда я говорил, мы знаем все достойные, недостойные, как их называют, кафирскими, почему-то я не знаю, Берже, француз, Клапрот, немец, там, другие, когда называют нас или хорошо, или плохо, получается, когда им выгодно, это европейские историки, которые говорят правду. Когда мы ими же показываем и доказываем им, что они лгут, что они говорили плохое и про вас, они говорят, это кафиры, не верьте. Есть мусульмане, а есть такие. Есть мусульмане, вне всякого сомнения. Есть европейские. Ну, никто не виноват, что с царских времен, во время Екатерины II, золотой век России, что она привлекала иностранцев, как говорится, как ты можешь говорить 99%? Абдуллах ибн Мансур, ты кому это говоришь? Сперва обоснуй, если ты это мне говоришь. Во времена Золотого века России, мы знаем, и со времен Петра I привлекались иностранцы. Академия наук составляла в основе своего, составляла иностранцев и многое. И эти люди, Дель Поццо, Берже, Хуан ван Гален и всем остальным, это были иностранцы, которые были снова же на оплате или там, не знаю, в Академии наук Российской империи. И если то, что они говорят в одном случае правда, то и в другом должно. Но без всякого сомнения, что наш народ и что наша территория, не только территория, но фауна и природа и все остальное, что не были изучены до конца, об этом говорят ученые. Еще в 1859 году нету общего точного понятия количества, сколько было реально население на территории Нохчичу. Что касается государственного устройства, были ли, не было ли, были какие-то мегаполисы, были и так далее, мне прислали, начали рассказывать, Бузик начал рассказывать о этнониме чечен. Уважаемые ну ты тупой, Ламаро, страшно тупой. Ну да ладно. Чтобы вы знали, этот ответ тем норнийцам, которые есть, с вашей стороны нам приходится отвечать. Я не буду отвечать и рассказывать про этноним Ангушт. Я не буду рассказывать про этноним Ингуш и так далее и тому подобное. Но бедолага Русика пытается, конечно же,
рассказать нам про этноним чеченцев, что они упоминались, берет разные словари, снова же в основе используя самых ярых чеченофобов, чеченоненавистников, начиная там от Чечен-Тала и так далее и тому подобное. Вне всякого сомнения, у нас тоже ведь есть это. Если мы будем дословно, если я бы хотел бы сравниться с Русиком Бузуртану, я бы сказал, ну что значит слово галга, допустим. Гал это обозначает испорченное, г это ветка, испорченная ветка. Вот дословный перевод. Не граждане города, крепостные, такого нету. Я же могу точно так же, как это сказал Русик, сказать. Или галга. Ингушский словарь берем. Гал это самка оленя, и г это ветка. Получается, галга это... Что это получается? Ветка женского рода? Как-то так получается? Это я вам объясняю, как может это объяснить, как это делает Руслан Бузуртанов. То есть берет, говорит, эти сказали, те сказали. А давайте теперь прочитаем, что же на самом деле пишут многие ученые. Что называется Чечен-Аул или Чечен-Тала и так далее и тому подобное. Мы можем, про название остальных давайте прочитаем. Я хочу, чтобы и сегодня первый донат от брата Османа. Осман, Аллах да асаил, огромная благодарность всем, кто донатит, кто помогает и поддерживает нас, точнее меня и наш канал донатами. Огромная благодарность. Давайте я прочитаю вам полное, вы можете проверить, это полное собрание Российской империи с 1649 года, том 4. Давайте я прочитаю. По той 6 статье Аюб-хан сказал, что он на тех чеченцев и по терских ногайцев за прежнее их злодейство, во и терское разорение, и когда они до ныне не уймутся людей своих и сынов, и сыном своим, чадержомым или со внуками 5000 человек или больше пошлет и велит их разорить. Отчают дечемет в ту войну чеченцев с радостью пойдет вину свою великому государю заслужить. Это 1649 год. 1649 год. Полное собрание Российской империи, том 4. В нынешнем 1708, сентябрь 30. Договорная статья калмыцкого Аюб-хана, учиненная на речке Ахтыв с ближними министром казанским и астраханскими губернаторами Петром Апраксиным, верным российскому государю, это время, когда непосредственно указываются чеченцы. Давайте посмотрим. Путеводитель по Кавказу, Вейденбаум, Тифлис, 1880. Все чеченцы именуют себя Нахчой или Нахчи. От чеченского же села Нах народ люди. Общеупотребительное ныне у нас название чеченцы появились только в 17 столетии и дано всему народу по имени большой или несуществующего аула Чечен, находящийся на реке Аргун. Вот это говорит у нас непосредственно по путеводителю. Так, давайте дальше. Здесь их есть сборник. Так, особо делаешь, чтобы... Давайте так. Самое главное... Да, конечно, Луамаро, я обязательно у тебя научусь. Давайте посмотрим, что пишет в 1800... Сейчас посмотрим. В 1850 году. И брат Руслан задонатил. Руслан, Аллах да асаил, хадонат да духва ахуайла.
И что пишет в 1850 году, 5 февраля, Кавказ, газета политическая и литературная. Материалы для истории Кавказа, Закавказья и части России. Албанские ворота. Смотрим. Слово чеченцы заимствовано русскими от осетин, которые называют их цацан. Чеченцы сами себя называют нахчи, а кумыки их называют мичекизовцами. Мичекиз. Таких ссылок огромное количество. Народы Северного Кавказа, Кушева, которые также было зачитано нашим Руссиком. Руссик. Поскольку здесь даже аргунский, смотрите, послушайте. Генко оказывает название Амилеутова, Амату, Тушетия. Так, аргунских же Кистин, очевидно, имеет в виду одно из дел посольского приказа 1665, рассказывающего о приезде в Москву из Тушетия от грузинского царевича Николая Давидовича митрополита Епифания для сообщения о присяге данной Тушинами на верность Москве по дороге из Туш до городища Чечен, расположенного у реки Чечени, полтретьих днище от Терского города. Не здесь ли позднее возник чеченский аул Чечен? Митрополит, это уже после, он говорит, что появился. После. Митрополит проехал 2 кабака горских кистин, а людей у них 200 человек. И от этих горских людей им проезд нужно было без подарков, никого не пропускают. А подарки где емлют большие. И ныне до него митрополита взяли 100 кидников, как здесь написано? Киндяков до 20 даров. Это Кушево 1962 года. Вы знаете, уважаемые мои друзья, я уже несколько раз зачитывал эти моменты, повторяться я не буду. Слово чечен я не сильно защищаю и не любитель этого. Возникло оно в 17 веке, возникло оно в 14 веке. Является ли это кумыкское слово развязка? Про городище город написано, сейчас я скажу. Про городище мы сейчас посмотрим и скажем. Давайте, чтобы было понятно. 1665 год. Середина 17, вторая половина 17 века. 17 века. Вот. Как там называли, как об этом писали, якобы получили название от названия или селения, чтобы было понятно. Цветок или цветочная поляна, как Русик рассказывает. Мы печатали этот документ, я уже разоблачал насчет вопроса про Чечен-Тала, когда они пришли на эту местность, что там были кабаки, что эта местность понравилась, что там их порубили в то время, на Сунже уже есть терские казаки. Терские казаки. Это время, когда все нохчи были загнаны в горы. И они потихоньку начали осваивать и на свои земли спускаться. От того, что какой-то нуцал, муцал, хуцал или кумыкский шамхал на эти земли с помощью царской России, а это доказано документами доказано, что они умоляли падишах, просим вас наделить нас этими землями, дабы мы ими обладали. Написано, как оттуда, порубив казаки, он сбежал, поселился под Кизляром, год жил, выпрашивал эти земли. После того, как падишах, царский император, царь, император, без разницы, выдал жалобу и челобитную разрешил, когда он челом бил и просил Московскую Русь, Бориса Годунова, без разницы кого угодно, попросил их
дать земли, эти земли им были даны. И также там описано, что вначале чеченцев было очень мало было. Потом они потихоньку начали приходить и оттуда прогнали Нуцалов и так далее. Тому. Что касается по Тарковским. Есть жалобы Тарковского, как у них отобирали чеченцы земли, как их прогоняли. Их начали все дальше откидывать до Терека, до Терского хребта. Когда последний из их рода умер здесь, это буквально в 21 веке, 2010 годы, кажется, последний из их рода считается. Это все есть, и никакого секрета для нас не открыли. Никто не открыл. Мы это прекрасно знаем. От того, что нас назвал так какой-то Федор, Николай, Иван, или осетин, или кабардинец, или там называли нас мечекизовцами и так далее и тому подобное, нам абсолютно это. И второй человек, кто сегодня прислал донат, это Танюша. Танюша, огромное спасибо за поддержку, за то, что ты задонатила и не забываешь поддерживать своего, как говорится, друга. Вот. Что касается по названию этого, версии есть, много разных версий. Мне интересно другое. Если это так, я хочу показать вам одну интересную карту. Понятное дело, что там Чечень назвали и так далее и тому подобное, да? Эта карта касается черкесов, Черкесии, ныне Кабардино-Балкарии, Кабарды. Если нас и нашу местность якобы здесь назвали по имени Чечен-Талла, то есть далее, мне интересно, это название кумыки, или же кумыкские шамхалы, или же аварские нуцалы, если они говорят, что это даны им, ну то есть красный горшок и все остальные пытаются это доказать. Сейчас я вам постараюсь показать, подождите немножко, когда у меня много материала, я не могу сразу. Сейчас я вам покажу очень такую карту одну интересную. Для меня она интересная. Я никак не смогу. Эта карта, кстати, написана опять же церковью. Церковная карта. Каким образом это название появилось под самым сердцем кабардинских князей? Сейчас я постараюсь показать. Сейчас. Здесь я его для себя отметил. Посмотрите на эту карту. Всем видно? Видно всем? Чтобы вы понимали, да? Эта карта, там есть еще несколько вариаций. Я просто-напросто каждый раз туда же возвращаться не хочу. Но, чтобы было понятно, достаточно и карт, достаточно и материалов. Более открытая версия этой карты. Это этнографическая карта славянских народностей. Вот, она есть у меня более, вот чтобы было видно. Вот так она выглядит иначе. То есть это не... Чтобы было понятно. Видите?
Ну, надеюсь, всем видно. Это здесь где-то недалеко от Пятигорска, вот снизу, где Баксан. Это не та территория. Выбрать другой объект, прекратить публикацию. Вот. Есть много таких моментов. Были версии, я разговаривал с людьми, что было несколько чечен-аулов, начиная от запада, заканчивая востоком. Но мне интересно другие моменты, чтобы было понятно. Дела, Мухаммад, ты где это пишешь, я не знаю, я уже в эфире. Я же всех предупреждал, я всем говорил, я в эфире. А теперь, не подписавшись, приходят во время эфира, начинают. Я же сказал всем заранее, подпишитесь. Подпишитесь, блин, скиёж. И Таня опять задонатила. Сегодня 3 доната, 2 из которых Танюша. Танюша, огромное спасибо. Спасибо за поддержку, за то, что не забываешь помогать и поддерживать нас. Так вот, о названии чечен есть несколько версий. Вполне возможно, что касается тюркского происхождения этого слова. Пускай это будет так. Пускай это будет точно так же от аварского. Пускай это точно так же будет, я не знаю, арабского. Пускай как и. Я планирую еще 2. Ну, значит, Танюша, ты станешь, как говорится, спонсором еще и завтрашнего эфира, получается, если ты поддержишь так. Башлам, есть Галай, переводится как крепостные или башенные люди. То сколько лет получается индушам, когда они начали строить башни? Я не знаю, я не видел башни, которых таких древних башен я не видел, честно скажу. 17, 18, 19 века, вот более поздний период, более раннего периода, башни именно я не видел. Что касается церквей, которые построены, а по материалам Бузуртанова мы поняли, что оказывается их называли чеченскими, даже тот же Табаерды, он сам это указывает в своих передачах, хотя мы это никогда не говорили. Ну, мы знаем, что это грузинские, как бы епархия строила. По крайней мере, они указывают. Они говорят 14 века, 13. Но церковь церковью, а люди там жили или не жили, это уже под вопросом. Ну, про количество мы логически подводили. В 19 веке сколько человек было, сколько в 18 автоматически. Чем назад, чем дольше ты назад идешь, тем больше бы, как говорится, мы уменьшаем. Вот. Да и название же, мы же знаем, что буквально в начале 19 века тот же название к чеченскому народу относятся эти же назрановцы, галгаевцы. Чем раньше ты возвращаешься, нету отдельных народов. Их называют обществами, племенами чеченского народа. То есть нераздельно, идут общие, понимаете? Поэтому здесь никаких как бы под этот... Если они пытаются как-то оскорбить, ну, кто оскорбляет? Кто знает в мире чеченцев и кто знает тех, кто их оскорбляет, кто пытается. А что касается этого шута, ну, шут шутом. Благо мы никому не утверждаем и никого не призываем, чтобы оскорбляли. Я, по крайней мере, не призываю. И не призывал никогда. Но отвечать я буду. Если вы думаете, еще раз повторюсь, если вы думаете, что нету оскорбительных названий, того же названия ингуш там, или галга и так далее и тому подобное, валлахи, биллахи, таллахи есть. Просто ночью молчат, не говорят,
не оскорбляют, не пытаются из него сделать научными выводами, ни больше, ни меньше. Понимаете? Ну, можно ли оскорбить этим? Нет. Вот. Что касается ингуши или ангуштовцы или ингушевцы, Бузуртанову заниматься нужно своим этнонимом, еще раз я говорю. Благо ему далеко идти не надо, там максимум до 18 века дойдет, дальше уже некуда идти. А что касается остальных названий, да, я говорю, кисты, дзурдзуки и все остальное, это наше общее название, потому что вы были частью чеченского народа. Частью. Сегодня мы ментально, политически, мы разные республики, и иншаллах, пускай так будет. Я прошу никого из этих людей, которые там хотят единения, не надо, валлахи не надо. Не призывайте, не призывайте. И в завершение этот конь педальный по этому ролику, который скидывали, ну неважно, ладно, тот, кто скинул, он и есть конь педальный. А что касается Русика, который в конце сказал, что якобы Эршбато является одним из ингушским тейпом, я хочу сказать, я Эршбато, это мой тейп, я чистокровный Нохчи, и мы никогда не были и никогда не будем ингушами. И тебе позорно должно быть, что мы, являясь Эршбато, говорим, что мы Нохчи, потому что мы от тебя отказались, по твоей логике. Мы Нохчи. 100 лет, 200, 300, 1000, миллион лет, но мы Нохчи. Все Эршбатовы, без исключения. У нас есть своя гора, у нас есть своя башня, у нас есть свое родовое село. И тебе подобных никогда в жизни не понять, почему мы Нохчи. Мы с честью, с гордостью за свое имя погибали, жили, процветали. Хорошо ли, плохо ли, нам это хорошо. И как бы ни было, мы не откажемся от своего народа. Никто не откажется, являясь потомками своих отцов, не откажется. Ни Тиро не откажется, ни Уарство, ни Эхка, никто никогда не откажется. Потому что Нохчи это наш народ. Мы народ Ноя. Народ в этой местности, в которой мы проживали, и я от этого, никто никогда от этого не откажется. Вот. Вы, может быть кем хотите, до тех пор, пока не полезете к нам. Полезете к нам, отхватите. У себя рассказывайте, что хотите. Никому дела нет. Нет, не весь мир произошел от чеченцев. Нет. Никогда такого не слышал, и мы не говорим. Зачем нам это говорить? В России русские, в Татарстане татары, в Ингушетии ингуши. Все. А Нохчи это Чечня. Мы потомки Ноя, да, мы это имя за собой держим. Скажи ему, чтобы он принял мой запрос, я подписал. Киборг. Я не знаю, кому какой запрос ты отправил во время эфира. Я не могу никого принять, к сожалению. Шудукташ. Я же попросил заранее, подписывайтесь. Я не хочу принимать нарнийских упырей с пустыми аккаунтами вот, к себе в эфир. Мне с этими балаболами говорить не о чем. Плачущими. А так я всегда открыт. Напишите имя, сделайте свою страничку, заходите, не вопрос. А что касается Луамару, тебе, ты потомок, кого там вы потомки, я не знаю, какого ты там происхождения, я не знаю. Ты можешь быть Чингачгуком, ты можешь быть монголом, если хочешь, Чукчей можешь быть, мне без разницы. Мы не говорим, что другие не потомки Ноя. Да, те, кто выжил, кто жил, веруют, они тоже потомки Ноя. Но, к сожалению, каждый выбрал себе название так, как он хочет. Вот ты, допустим, ангуштовец, ингуш, а мы Нохчи. Вот все и есть. Кстати, да, все-таки ковчег, наверное, на Столовой горе остановился, раз вы так говорите.
А ты говоришь, покажи на карте слово «ногчи». Я тебе покажу столько карт, на котором написано чечен, и нигде не написано, что есть ингуши. Представь себе, есть такие карты. Ни глигвов нету, ничего нету. Среди сотни карт вы можете показать единицы карты. Нет, ты ингуш. Ты ингуш. Адуак. Ты ингуш. Нету названия Галгай. Понимаешь? Нету. В народах России ты ингуш. Народа Галгай нету среди карт. Мы чеченцы, ты ингуш. Ничего больше. Не веришь? Можешь проверить, посмотри. Самоназвание не в счет. Ага, Ваша. Я мне важно, вы немножко меня путаете. Дело в том, что у меня в основном направление это наша общая история. Для меня Тирой это все одно. Нех и гаш, деление, написать я это написал. У меня есть про Тирой, можете посмотреть, там снизу надо найти. А так для меня каждый Тирой, что первый, что последний, это одно лицо. Понимаете? Вот о чем я говорю. Я мусор киборг, валай, а с принятием Аденешу, но сейчас ты пойми, я сейчас нахожусь в другом открытии. Но это карты, конечно, карты России. Ты, россияне, 250 лет ни разу не стреляли в сторону России. Не забывайте свои слова. Ты гражданин России. Ты никогда не был. И тебе дали вообще как государство республиканский масштаб, автономию, район, вам Россия все это дала. Конечно, ты на российских картах. Ты российский проект. До того, как Россия пришла, не было здесь отдельной автономии, республики, не было отдельных народов. Адуквахак. Пойми, хочешь ты этого, не хочешь, ты гражданин России. Ты можешь здесь мне выворачиваться хоть наизнанку, но ты не можешь ничего сделать. Понимаешь? Ты гражданин России. Все. Я гражданин России. Здесь выпендриваться, выеживаться, вот эти беспонтовые свои понты. А это российская карта. А ты кто? Ты россиянин. Вы можете туда ездить, в Грузию, рассказывать всем, что вы такие вольные. Никогда. Вы сами и ваши старейшины говорят, никогда вы не были отдельными. Вы всегда были частью России. Никогда. Какая разница? Чеченцы хоть 5, хоть 10 раз заключали эти договоры. Да, хоть 10 раз заключали эти договоры. Разницы нет. Да, заключали ногчи. Да, заключали. И что? И что? Как написана история о чеченцах, о ногчи, и как она написана о вас? А детали? Но я тебе хочу сказать, не надо здесь бросаться понтами. Это понт. Это пустой разговор. Это балабольство. Ты ингуш. Ты был и есть ингуш. Я чеченец. Я ногчи. От того, что ты говоришь, мы галга, ты не галга. Это ты для себя галга. А для других ты ингуш. Вот и все. Гражданин России с российским паспортом в российском регионе, в субъекте Российской Федерации. Ты не живешь на острове. Я не знаю Фрога, но он себя ассоциирует. Я вообще говорю. Возможно, он ингуш, а возможно, нет. Но, по крайней мере, он так говорит. Фрога, тебе разберись с ним, посмотри, он ингуш или нет. Вот. Я же еще раз говорю, я не оскорбляю. Ну, понты зачем?
мы там эти, мы там то, я там это, фенечки такие там, пальцы веером, хвост пистолетом, расчесываешь там вилкой и так далее. Там, это просто пустые разговоры. Ты гражданин России, ни больше, ни меньше. Понимаешь? Тут никакой разницы нету. Здесь ваш губернатор, наш губернатор, все мы являемся одними субъектами России. Что касается исторически, ну да, исторически, там в 18 веке вас узнали, чуть раньше нас узнали. Все. Что касается ДНК, ну, Клесов достаточно сказал, я думаю, когда вы отсоединились, как что произошло. Ну, суть не важна. Вот. Можно привести еще уйма доказательств всякого рода. Я обязательно постараюсь сделать еще с картами. Некоторые нарнийцы с Востока. Теперь поговорим о нарнийцах с Востока. Я понимаю, что внимания не хватает нашим некоторым нарнийцам Западом. Написали ответ на мою статью о Сарире. Он там про научность, что сказки, что я не знаю, что такое риторический вопрос и так далее и тому подобное. Бедный Сюлей научился слову риторика и риторический вопрос, видать, в советское время. Ну, Новчий по образованию ничем никогда не хуже, чем Сюлей. Пока он пас там баранов и рыл дальники для некоторых людей, мы учились, иншаллах, и учимся и в России, и в Европе наши ребята учатся. А этому Сюлешке я хочу сказать. Сюлей, послушай, тут такая ситуация, я именно к тебе, нарнийский Сюлей, тебе говорю, обращаюсь. Проблема в том, что не в том, что есть Сарир, что есть и так далее, государство такое было или что-либо подобное. Вы можете хоть сарийцами, сирийцами быть, хоть ассирийцами быть, да будьте хоть, я не знаю, чингачкуками будете. Не проблема. Я опубликовал твоего же сюлинского нарнийца, который нарисовал карту Сарира, включая всю Ингушетию, Чечню и все остальное, чуть ли не до Астрахани дошел. Я сказал, что эта карта фейк. Исторически объяснять мне это не нужно. Если ты не тупой баран, ты просто-напросто чабан и не больше, это не оскорбление, это реальность, сюлинский нарнеец. Реальность заключается в том, что государство хазарского каганата входило и часть Северного Дагестана. Это не обозначает, что если вы, как вы говорите, у вас был Сарир, что этот Сарир граничил с хазарским каганатом, это не обозначает, что вся Чечня входила в Сарир, и вы с северной стороны Чечни граничили с хазарским каганатом. Нет, конечно. Нет. Ты просто дебил и имбецил необразованный. Если бы ты был, ты мне начинаешь перечислять каких-то там Туманова и всех остальных о том, что вы там воевали, там арабских исследователей, иранских исследователей, писателей, что вы воевали против хазарского каганата. Ты чем гордишься-то, чувачок? Чем ты гордишься? Об этом мы знаем, это мы уже забыли, прошли. Схавали это все. Это все схавали. Там объяснялась конкретно тематика о том, что граница Северного Дагестана, она входила в состав, она граничила с нынешним Северным Дагестаном. Туда входили вплоть до Тарков, это был хазарский каганат. Ну, по крайней мере, на картах он так. И вот в этом месте вы стыковались. А Чечня, как таковой, была за Сулаком. Вы были с правой стороны, мы были с левой стороны. Вы там на своих пригорках и там занимались. Я сказал только об одном. О такой мощной войне между хазарским каганатом и Сариром, если и были.
Где эти города? Где эти исторические артефакты? Я сказал, что они не присутствуют на территории Чечни. Вы утверждаете, что восточная архитектура, я еще раз повторяюсь, где есть на территории Чечни сюлинская архитектура? Сюли не переходили в Гуайхи. Их не было здесь. И только тогда, когда за счет войн, пришлых, тюркских, гунских, тюменских, или как угодно называйте, монгольских или татаро-монгольских войск, когда чеченцев, ногчи, а ты с оскорблением говоришь, я тебе говорю поэтому сюлей. Дело в том, что сюлей это не оскорбление. Ну, ты оскорблял наш народ, но я тебе говорю, ты сюлей не понимаешь просто-напросто, что пройдет 2-2 тысячи, 10 тысяч лет, ничего не изменится. Достойные мусульмане останутся достойными. Я сказал, что это карта фейк, и что мне дальше даже не нужно изучать. Что не входило в состав Сарира территории Нохчучу, я могу сказать. Хажал, смотри, Луамаро, что я сделаю для тебя. Смотри, смотри, смотри. Смотри, 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 смотри. Хажа. Давай. Пошел отсюда. Еще чила. Ты носишь древнеингушскую... Господи. Ты носишь древнеингушскую тюбетейку? Ты сейчас шутишь, да? Зачем тебе тюбетейка, если ты был язычником? Зачем? Древнеингушскую тюбетейку, ты язычник бывший. Ты, имеется в виду твои предки. Тебе вообще ислам откуда пришел? Хуюйте, исму, не. Господи, ладно. И что там рассказывает о Сарире? Что там рассказывает о Сарире, мне не интересно. Какие писатели? Я, честно сказать, не интересуюсь вашей историей. Аллахи, мне это вообще не близко. Мужчины есть тут, каждый может по силе отправить. Таня огромная. Боец ты, Таня. Вот, что касается по сарировской теме, он там говорит, я там опровергну, нужно было научным способом. Мне не нужно научным способом опровергнуть. Я сказал, что карта фейк, если нужно, я это, конечно же, вне всякого сомнения могу показать, могу доказать, что на нашей территории никаких сюлей до определенного времени. Я понял, теперь я понял, Абяхт Мабилла, Савош. До определенного времени не было, до того, как мы не ослабли. Что касается в дальнейшем, приглашали мы их, они сами пришли и так далее и тому подобное. Но, представляете, Русик пытается объяснить мне, что такое, нам пытается объяснить, что мы их не приглашали, а они были здесь наставниками. Каково должно быть положение Русика, который утверждает, что над нами были нуцалы и шамхалы. Насколько должно быть унизительное положение, несмотря на это, что они были у нас в подчинении. То есть двойное подчинение. Нравится ли это? Нет. Не нравится. Поэтому нужно понимать, нужно знать, о чем идет речь. Мы, конечно же, честно сказать, Аллахе, взять любую книгу, мы про это по этнониму, по названию, чеченцы, нохчи, инахчи пишем,
делаем. А то, что там сказал этот маразматик старый, у меня ничего не меняется. Мне, как говорится, это не меняет какую-либо картину у меня. И у нас не должно. Я понимаю, что вы присылаете, потому что переживаете. Но у нас должно было... Но мой инста не видит. Ты, кажется, не понял, что делаешь. Адукуахаг. Посмотри, как я написал. Собачка, башлам, точка, 3 лайв для прямых эфиров. То, что канал ты мне сейчас пишешь, это не лайв канал. Я всех заранее предупредил, сказал, чтобы подписались заранее, за полдня, за день. Подписывайтесь на Башлам 3 лайв канал. Ты не подписался, сейчас говоришь, я не вижу твой эфир. Но я в эфире, я не знаю, почему ты не видишь. Здесь 50 человек в прямом эфире, и еще не знаю, сколько в Ютубе, столько же сидит. Ты не видишь, потому что ты не подписался. Вот это наша лень, которая нам, конечно же, не дает это... Ну, ты меня понял. Ласт. Знаете, пытаюсь... Убрал не потому, что не верю. Убрал не поэтому. А потому что эти люди просто-напросто не понимают элементарно простых вещей, которые Мне что, надо одновременно проводить в двух... То есть, Борзик, YouTube, ты не видишь, потому что я тебе еще раз говорю. И я сразу одновременно в двух эфирах, да? Я же вам поэтому говорил. ДРС Хилл. Послушайте, уважаемые братья, я включил тот канал, который называется Башлам. Еще раз. Туда сейчас зашли 20 человек, хотя здесь 45. То есть Башлам 3 обычный канал. Куда я зашел? Еще раз вас спрошу, уважаемые мои братья и сестры. Вот этот канал, который ведет, который у меня подписан для публикаций, он есть, он существует и он мой. Сейчас я веду трансляцию, здесь 41 человек с Башлам Лайв. И здесь Башлам 3 просто, мой старый. Они все есть. И тот есть, и этот есть. Но время от времени я меняю аккаунты только для того, чтобы мы могли одновременно провести и сделать запрос. Тот, кто не подписался с канала Башлам 3, вот сюда, куда я теперь смотрю, вы должны были подписаться на канал Башлам.3 лайв. Там, где горы, красные горы, черное небо, белая луна и снизу волк. Тот аккаунт у меня закрытый специально для прямых эфиров. И там, и здесь, чтобы было понятно. В данное время я сейчас, на сегодняшний день, специально отключусь и подключусь к обычному, стандартному. Сейчас я отвечу про 300 защиту Брестской крепости. Сейчас всех моих подписчиков, братьев и сестер, я прошу перейти на канал Башлам 3, просто Башлам 3, где белая аватарка. Переходите туда. Выходите отсюда. Этот я отключу, чтобы всем
все мы были вместе. И тот, кто не подписался, отправьте заранее туда, чтобы я вас мог принять. Пустые аватарки, нарнийские ублюдки, утырки. Не присылайте запросы с пустыми аватарками. Вас принимать я не буду. Чтобы было понятно. Только тот, кто имеет официально свой аккаунт, имя, фотографию. Оттуда, с Башлам Лайв, переходим туда, где я с белой аватаркой. И я вам расскажу еще пару моментов. Очень интересно. Я жду, пока вы отсюда выйдете, чтобы отключить этот канал, сохранить и перейти сюда. Качество будет плохое. Это Android. Прошу сразу не убивать. Это хоть убитый, но Android. Отсюда переходим на Башлам 3.9. С лайфа переходим на Башлам 3.9. Суетолог. А где ты видел... Ссылка где? Беслан. Я ссылку оставлял. Многие, кто не знает ссылку, это сейчас надо жестоко, жестоко надо, Танюш, согласен. Сейчас Башлам. Точка. 3.9. Ливы. Вот, я отправил. Так, давайте, переходите туда. И если бы вы перешли, я бы этот отключил уже. Давайте, пора переходить, вежри. Сестры, братья, переходите. 22 человека на канал, где белая аватарка. Написано Башлам 3.9. Заходите туда. Я не знаю, половина там, половина здесь я не могу, но мы сегодня проведем там. Я тут, я вижу Таня, вижу многих и остальных. Термос, не ингушский, термос Мерседес. Не видит у меня и у многих. Странно. Там как будто я в бане. А магов семерка, я не знаю. Здесь... Тут качество тоже норм, он говорит. Короче, хорошо, я здесь отключу. Но я вас предупреждаю, сразу говорю. Идет эфир на канале просто Башлам 3.9. Не отписывайтесь. И там, и здесь обеих будьте подписаны, и вы не пропустите точно эфиры. Просто сюда я только эфирные видео загружаю. Только эфирное видео. Гуно BSHC. Я не знаю тогда. Ну, в основе своем Макар вот зашел, говорит, руби там. Хорошо, здесь я вырубаю. Переходите на Башлам 3.9. Завершить. Поделиться. Далее. Сегодня у нас это какое число? Какое сегодня число? Давайте напишем пятничный эфир. Эфир. Так. Опубликовать. Ну, даже на этом канале у меня показывает 1 сентября. 1 сентября. Отлично. 9. Все, ДРСХЛ. Так, давайте посмотрим. Так. Если качество чуть плохое, не обессудьте. Не обессудьте. Так. Вот.
Качество, конечно, может быть хуже, но все так хотят сам. Да, я надеюсь, что сейчас человек, который мне это сказал в эфире, он, походу, очень любит мои эфиры, поскольку я хотел спросить у моих подписчиков. Немножко подождите сейчас. Я знаю, что Амана-то не было. Собор делаешь. Надо что-нибудь найти. Ай. Сейчас я протру камеру. Она, возможно... О. Ну, извините, качество такое, какое есть. Это не самое лучшее. Так, вот. В Европе через 10 минут будет 9. Ладно. Так вот, всех... Так. На чем мы остановились? Мы много говорили. Просто тех, кто не понимает, мы вели уже эфир. Эфир у нас идет уже час с лишним. Башлам брат Чечен остров Тихач. Чечен остров. Материала по Чечен острову. Про междуречие Терека и Сулака. Очень много. Я обязательно опубликую. Надеюсь, вы все увидите его. Материал уже есть. Я подготавливаю его. 766, подождите. 298. 8, 4. 4, 8. Каждый раз забываю. Так. Каждый раз так, да, запросы можете отправлять. Ибрагим, напиши. Проблем никаких нету. Тот канал нас смотрит 88 человек, 90. Вот. В этой местности, которые рассказывают некоторые навницы о том, что от этого название появилось и так далее и тому подобное, про поляну. Ну, мы показали в 1665 году, я вам зачитал, что в этой области уже про город Чечен, как описывает это тушинский купец, который ездил в Московскую Русь, который проходил через земли кистинцев, чеченцев по Ургуну и платил дань. Причем, дань или за проход и огромная сумма. Причем он жалуется. Этих документы есть официальные документы, ничего тут непонятного нету. Что касается названия. И Заур, брат Заур задонатил. Заур, Аллах да асаадуэл. И третий человек, кто сегодня задонатил и поддержал наш канал, это брат Заур. Заур Болдиснег Эзашка Саудахил. Вот такая мелодия, сразу понятно, что кто-то задонатил. Вот. По материалам Башлам, я как Мелхи всю свою жизнь от своих слышал, что Мелхи это Тухум, так как у нас есть свои тейпы, как это официальных или исторических источников Мелхи это Тухум или тейп. Официально, исторически зафиксировано это Тухум. Но понятие тухум неправильно, мы говорим на нашем языке вар, это вар, гайр, олцунах, но многие люди сегодня очень не хотят это название, но являясь одним из представителей, ярких представителей, ученых представителей
которыми являются непосредственно Ильяс Сигаури, он в своих книгах и своих исторических книгах, по крайней мере, там, которых я видел, говорит, что Мелхай это Тухум, являясь самим Мелхай. Некоторые Мелхай это не признают, и они говорят, мы не Тухум, все эти тейпы являются одним и тем же, как говорится, тейпом. Но исторически, официально, документально это Тухум. И наша Танюша, как и обещала, вот мелодия Тани, и Таня тоже задонатила. Огромное спасибо, Таня, за то, что поддерживаешь канал, помогаешь нашему каналу. Вот. Что касается по этим книгам, книги, зачитывать книги я сегодня не буду, но все же, сейчас подождите минуточку. Так, освободила от Илаца. Пока не то. Мы сейчас быстро посмотрим. И я вам зачитаю. По 1888 Вейденбаум, по полное собрание Российской империи в 1649 году про Аюб-хан, который сказал и описал о чеченцах, я вам тоже зачитывал, можете посмотреть, это том 4, полное собрание Российской империи с 1649 года, том 4. Официально документ, который называется 6 февраля 1850 года. Кавказ. Газета. Политическая и литературная. Материалы для истории Кавказа, Закавказья и части России. Албанские ворота. Слово чеченцы заимствовано русскими от осетин, которые называли их цацан. Чеченцы сами себя зовут в 1850 году. Сами себя зовут Нахчи, а кумыки их называют мичикизовцами. Ну, от рек Мичик, Мичигиш, это мы ни от кого не скрывали. Мы точно так же говорили, что осетинцы называют цацанами, мы говорили, сасанами, цацанами. Что кабардинцы, черкесы, точнее, называют чачанами, мы говорили. И что буртинал говорят сюли. Что мичигреш или качкалыковцами говорили гумки. Что еще нужно? Нам без разницы, как нас называли. Территория была большой. Как нас называли наши соседи, с которыми мы взаимодействовали, воевали, дружили, я не знаю, кто-то там крал невесту и так далее и тому подобное. Это не дело кого-либо другого, поскольку мы и сами знаем свою историю. Тем балаболам, которые пытаются рассказать нам нашу историю, не стоит. Мы ее и так знаем. Аргунских же кистин, очевидно, дальше мы читаем, очевидно имеет в виду одно из дел посольского приказа 1665 года, рассказывающий о приезде в Москву 1665. Это вторая половина. Здесь говорит митрополита Епифания для сообщения о присяге, данной тушинцами верность Москве. И здесь описывается о городище Чечен, у реки Чеченов. Городище Чечен, о реке Чечены. И это Кушево, Академия наук СССР, Институт народы Северного Кавказа. Еще раз повторюсь, народы Северного Кавказа. С 16-30 годы по 17 века. Академия наук. Я хотел бы вам сейчас еще один документик. Сейчас я быстро зачитаю его. А он у меня есть. Я просто-напросто... Знаете, от того, что у нас есть огромное количество документов, которые я и так публикую, и все видят только... Нет, вы нас не могли Нахчи называть. Вы себя тоже называли Нахчи, потому что вы были частью нашего народа. Отдельности вы стали только позже. Так что, Луамару, расслабь свои, как говорится, неважно что. Ну да ладно. Сейчас я вам... У меня же есть оно.
количество. Я вам обещал, что зачитаю. Ведомость о численности народонаселения Кавказа и степени их покорности царскому правительству. Июнь 1833 год. Зачитываю. Это официальный документ. Ведомость о численности. Наименование и число. То есть идет наименование племен и обществ, число душ и замечания. Идем. Первое. Черкесы или адыги. Шапсугов 200 тысяч. Я вам обещал, что статистику проведу, поэтому я отвечу на ваши вопросы. Сейчас быстро зачитаю, если у вас будут какие-то вопросы. Шапсуги 200 тысяч. Натахаджи 60 тысяч. Собственно, Натахадж. Шигаки, Бжедухи, Камашидзе, Черчен, еще раз. Камашидзе, Черченецы. Черченецы. 2000 человек. Гатыкойцы. 8 тысяч человек. Собственно, Кюмергой. 15 тысяч человек. К Кюмергой относятся Адемей, Жане, Егорукаевцы. Абадзехи 160 тысяч человек. Беслинеевцы 25 тысяч человек. Махош 5 тысяч человек. Убых 7 тысяч человек. Саша 5 тысяч человек. Ардона 7 тысяч человек. Итого 501 тысяча. 501 тысяча. Читаю. Сии народы также имеют названия джикетов, пшавов, есхипсов, иналькупов, свадзов, артаковцев и маржевов. Это первое, как говорится, сейчас. Первое. Теперь, все, что у них написано, это было. Чеченцы. 501 тысяча. Черкесы. Я прошу прослушать, чтобы потом не задавали. Чеченцы. Собственно, чеченцы. 86 тысяч. В том числе деревня Брагуны, составляющая собственное общество. Из числа, дальше мы идем, смотрите, чтобы я прочитал. Дальше идут качкалыковцы, ауховцы, 14 тысяч человек. И мы читаем замечания про них. Из числа, называя, собственно, чеченцами, живущие на Сунже и между сею рекой Териком, а также брагунцы, покорно имеют своего пристава, которые подчинены командующему левым флангом Кавказской линии. Остальные имеют свое управление и большой части непокорной, большей части непокорной. Качкалыковцами называют те чеченцы, которые вышли из гор и живут на земле аксаевских князей. Почему они находятся в зависимости у всех последних и по делам сию относятся к ним? Они довольно покорны. Ауховцы находятся в некоторой зависимости у эндерейских князей и в делах своих относятся к ним. Часть ауховцев, живущие ближе к Эндерею, покорны, а остальные, большинство ауховцев, непокорны. Относятся к чеченцам, то бишь ногчи. Дальше читаем. Ичкеринцы, 15 тысяч человек, имеют свое управление и совершенно непокорны. Чабуртлы или чарбили, 7 тысяч человек, имеют свое управление и совершенно непокорны. Кистинцы, 27 тысяч человек. Шубузы, 5 тысяч человек. Пшхойцы, 4 тысячи человек. Акинцы, 6 тысяч человек. Цоринцы, 1200 человек. Галгаи, 4800 человек. Кроме акинцев, дальше цоринцы и галгаи имеют примечание. Состоят под управлением Владикавказского коменданта. Часть всего письменно в конце 1832 и в начале 1833 года выселились из гор на плоскость между Териком и Сунжею, между ингушами и прочими. Покорные
Дальше идет. Галашевцы отдельно 2000. Назрановцы 11 тысяч. Назрановцы известны именем ингушей. Галашевцы имеют свое управление совершенно непокорный. Назрановцы совершенно покорный. Они управляются русским приставом, который состоит в ведении Владикавказского коменданта. Галашевцы абсолютно непокорные. Написано, галашевцы имеют свое управление совершенно непокорное. Это не мое, это официальный документ. Дальше, карабулаки, 15 тысяч человек. Чтобы было понятие, если взять назрановцев, галгаевцев и даже цоринцев, общее количество их всего лишь 15 тысяч человек. А чисто карабулаков их 15 тысяч человек. Уарстхуай буш у нас бьючбаш. Они все относятся к подразделению чеченцы. Не забывайте, это все подструктурное подразделение. Здесь так и записано. Карабулаки 15 человек. Карабулаки также причислены к управлению Владикавказского коменданта. Но пристава не имеют. Они большей частью непокорны. Это карабулаковцы. Чтобы было понятно. Уарстхуай. Официально как бы говорит. Итого, из перечисленных всех, итого 218 тысяч человек. 218 тысяч человек. Дальше смотрим. Кумыки. Аксаевские 8 тысяч человек. Индыреевские 28 тысяч человек. Кастекские 2800. Итого 38 тысяч человек. 38 тысяч человек. Это кумыки. 38 800 человек. Управляется русским приставом, который состоит в ведении командующего левым флангом Кавказской линии. Кумыки совершенно покорны. Это документ 1033 года. Лезгины. Давайте вот так. Сейчас я пока не понял. Вот. Сейчас вы послушаете. Я сейчас закончу быстро. И вы продолжите, расскажете мне интересные вещи. А то я рассказываю, вы до Тани прикопались, до кого угодно прикапываетесь. Но дальше. Это важно. Это вот мы и наше соседствующее количество. Это середина 19 века. Это до того, как по тем данным, которые есть у царской России, до того, как имам Шамиль стал имамом Кавказа, имамом Чечни и Дагестана. Это время до того. Чтобы было понятно тем людям, кто говорит, что во время имама Шамиля, что основную часть его армии, его военных, мутазалитов и всех остальных соснаибов составляли другие дагестанские народы, давайте посмотрим, кто из них кем являлся по официальным документам на 1833 год, чтобы у каждого исторически сложилось об этом понимание. Мы говорим по документам. Конечно, Аллаху алим, Аллах знает лучше. Лезгины. Лезгины владения Шамхала Тарковского. 50 тысяч. Большая часть жителей из владения Шамхала Тарковского. Сразу, чтобы было понятно. Большая часть жителей из кумыков и другие лезгины. И Таня задонатила. Таня, огромное спасибо тебе за поддержку. То, что не забываешь донатить, ты свое слово сдержала, как говорится. Сегодня 4-й донат, кажется, от Тани. И вот такая вот мелодия, как бы от Танюши. Тарковское владение управляется своим владетелем, называемым Шамхалом, который состоит в ведении военного окружного в Дагестане начальника. Жители оного владения совершенно покорны. Количество 50 тысяч человек. Салатавцы 10 500 человек. Салатавцы имеют русского пристава, который, однако же, над ними имеет власть. Дальше. Гумбетовцы 15 тысяч человек. Андийцы 15 тысяч человек. Имеют свое управление. Совершенно
непокорны. Кайсубулинцы 35 тысяч человек. Часть кайсубулинцев находится в некоторой зависимости у Шамхала Тарковского, который разбирает их дела, а большая часть имеет свое управление и совершенно непокорны. Аварцы 25 тысяч человек имеют своего хана, 1833 год. Имеют своего хана, который пользуется одним лишь наружным уважением и получает от правительства пенсии. Но вообще аварцы принадлежат к народам нам покорным. Все. Это то, что написано официально. Бахтух 10 тысяч человек. Таани 6 тысяч. Цугур 800 человек. Ратлу 4 тысячи. Тамсуда 500 человек. Коссо 700 человек. Имеют свое управление и совершенно непокорные. Племена сии нам весьма малоизвестны. Это те, которые я перечислил. Дидойцы 1500 человек. Имеют русского пристава, который находится в ведении начальника Джарской области, но они его мало слушаются. Как написано, так и это про дидойцев. Дальше. Илханхиви, Багазовцы, Киалар, Решни, Ансальда. 800, 1011, 400 и 10 тысяч человек. Имеют свое управление совершенно непокорны. Племена сии нам весьма мало известны. Каркатайг. Там дальше пишется каркатайцы. Но здесь, собственно, Каркатайг, Кубачи, Башлы, 85 тысяч человек. Кабадарга, Гамри, Табасаран, верхний 25 тысяч, нижний 30 тысяч человек. Итого, покорное правительство, исключая горные каратакские, Кубачи, Башты и Гамри, составляют каждое особое общество, которое имеет свое управление собственный каратак, управляются приставом, который все сказанное сообща состоит в ведении военно-окружного Дагестана. Вот такой вот Бихенчи. Ну, количество. Это я уже вам зачитал. Включить комментарии. Вот несколько материалов, которые я хотел вам зачитать. Кавказ, Каспари. Чеченцы сами себя называют нахчойцы, нахчи, что значит народ. Лезгины, кумыки называют их мизжегами, грузины называют кистами. Чеченцами же их, как уже сказано выше, называют только русские, точно так же, как и горные дагестанцы. Чеченцы делятся на множество обществ, из которых в недавнем историческом прошлом Чечни наиболее выдающимися были албинцы, атагинцы, ауховцы, назрановцы, карабулаки, джерахи, галгаи, мичекизовцы, качкалыковцы, ичкеринцы. Сюда же присоединяют и ингушей. Большинство этих названий дано чеченцам уже русскими и самим им неизвестны. Соседи их называют также мичекиз. Издание о Каспари по поводу столетия геройской борьбы за Кавказ. Это говорит Каспари. Так, сейчас. Ну, это про слово «войнах». Я думаю, зачитывать не стоит. Вы об этом знаете. Человек, который хоть один раз сказал неправду, теряет свое влияние, сгоняет из общества. Это не то. Это наше. И что бы вам еще из важного? Народы России, 1800 год. По соседству с осетинами на востоке от них поселились чеченское племя. Чеченцы называют себя нахчи, то есть народ. Название относится, однако, до всех племен и поколений, говорящих на чеченском языке и его наречии. Дальше. Короче, это как разрешили ингушам спуститься.
Ну и многое-многое другое. Что ж здесь еще? Хотел момент один зачитать. Так. Ладно, сейчас давайте я проще вам отвечу на вопросы. Что вместе с чеченцами вокруг своего казачества Казимулла, так и так далее. Так. Давайте сейчас. В районе Тумкары старого стояло 11 башен. С занятием района царскими войсками башни были разобраны и при помощи солдат построены семидневный срок крепость, получившая название строителей Евдокимовская. Но это как разрушались наши древние башни и Тумкалинском районе. Это научная работа тоже есть у нас. Ну, короче, все секреты выдавать не будем с Дьяхом Децун. Но здесь уйма документов, которые я обязательно опубликую. Да, все. И мы продолжаем эфир. Не люблю зачитывать. Это самое нудное дело. Читать не так интересно. Так, давайте вопросы. Или если кто-то хочет, может отправить запрос на прямой эфир и, показывая свой фейс, задать вопрос, и я отвечу. А нет, пусть сам Башлам отправит. Что отправит? Кому отправит? Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Извините, кофе. Так, делим. Вопросы или же и... Дельпо Ингуш, задавай вопрос. Башлам, расскажи про вопросы, которые уничтожили армию Чингисхана Мунго. Это сказка, чушь собачья, вымысел. Башлам, Татаев просил номер твоей карты в личку. Татаев, возьми вот этот номер, который у меня написан, 42, вот этот снизу. Айхалдаца, запиши его, отправь ему в личку. Татаев 3W. Я не знаю, в директ. Все, Китя, в директ. .хабаята, я тебе сейчас напишу, отправлю. Нет, не было ничего на PayPal, не было, вежри. Не было, ничего не приходило. Когда приходит на PayPal, есть такая же мелодия, сразу становится, я говорю, что прислали с Европы братья через PayPal. Не было никакого. Редко бывает через PayPal. Башлам, что стало с теми артефактами? Ничего не стало. Я их не купил, вот что стало. Деньги я не собрал и не смог купить. Так, я надеюсь, сейчас в эфире мой доброжелатель Алик, поскольку я у тебя спросил, есть ли аманат нашему разговору, ты сказал нет. Давай сделаем так. Некий подписчик, который говорит, что мой канал Боккварт, ваша PayPal на моей главной странице. Со страницы чумовяльно, видишь, вот этот логотип, под ним снизу у меня PayPal. Нажимаешь, переходишь, и там есть мой PayPal. Это для Боккварт. Алик, ты так сказал, что себя зовут Алик или Альхан, наверное, я не знаю, как тебе правильно. Ты сказал, что дабы прекратить фитну, ты хочешь купить у меня канал, инстаграм-канал, который называется Башлам.39. И ты назвал сумму. Вот присутствие здесь. Я хочу, чтобы ты, Аслан Башлам, пришлось выходить из эфира, пришел до нас. Заур Пачев, Заур, да, пришел, Заур, да, Сидуэла, да, Духуахуэл. Я зачитал, пришел, Богдиснек, Эзашка, Саудахкел. Так вот, Алик, предложенная твоя сумма, ту, которую ты предложил, она, конечно, бы сильно облегчила бы мне жизнь и решила бы многие мои вопросы. В принципе, я мог бы исхитрить. Но чтобы ты понимал, ты считаешь себя человеком чести,
ты считаешь себя вот таким таким, знаешь, бравым человеком. Сейчас я отвечу на вопрос, чуть-чуть подождите. YouTube, кто там сейчас админ, я не знаю. Послушайте, от Заура донат пришел, я зачитал его. Хакача Дейрез Хилдасада. Так вот, чтобы было понятно, вы считаете себя людьми чести, вы считаете себя гордыми и так далее и тому подобное. Почему ты не предложишь, ты говоришь, чтобы прекратить эту фитну, ты готов выложить за мой канал, хотя ты знаешь, ты не первый человек, который предлагает, это уже третий ты человек, ты предлагаешь мне за мой канал 350 тысяч, твоя сумма, которую ты назвал. Я тебе обещал, что я в прямом эфире тебе отвечу, и я тебе отвечаю. Ни честь, ни гордость, хоть ты 500 000, хоть 1 миллион ты предложишь, валлахи, биллахи, талахи, я не собираюсь тебе продавать канал. Если вы считаете себе чести, я не знаю, кто ты по национальности, но факт, что ты то, что мне сказал. Если ты считаешь, что вы гордые, такие вот с людьми, ты должен понимать, что Нохчи — это гордость в разы больше. Мой канал не занимается фитной. Мой канал не оскорбляет народы. Мой канал никого не обижает. Я отвечаю на нападки ваших утырков нарнийских. Ваши западные, восточные. Я не знаю, кто такой, понимаешь? Кто бы это ни был. Если ваши продаются за такие деньги, я не знаю, кто бы ты ни был, заметь, я не говорю, отправь вот эту свою, у меня нету даже 10-й части суммы, которую ты назвал. Эти 300-350 отправь своим балаболам, которые сидят, купи у них их аккаунты, которые пишут, оскорбляют мой народ, занимаются тем, что пытаются нам, Нохчи, рассказать нашу историю. Купи у них каналы по 1000, по 50 тысяч, по 100, по 300 тысяч и закрой их. Закрой свою фитну. Тогда, когда твоя фитна закончится, никто, ни один человек с нашей стороны вас и смотреть не будет. Валлахи, биллахи, таллахи, я тебе клянусь, абсолютно бесплатно я прекращу вот эти разоблачения, когда вы закроете, я имею в виду, нарнийцы закроют вот этот пафосный разговор, который не стоит и ломаного гроша. Я не делал ничего того, что вы называете оскорблением или унижением и всем остальным. Нету этого. Валлахи нету. Что касается финансов, если ты почувствовал или каким-то образом почувствовал, что у меня тяжелая ситуация и тем самым как-то хотел пройти, не надо. Буквально 3-4 дня мои близкие люди знают, взломали, как взломали, что взломали, мы написали, все, обратились в нужные службы, иншаллах, как говорится, все будет нормально. Какое бы тяжелое положение ни было, Нохчи не сопротивлялись бы 20 лет, если бы так просто все можно было бы закончить. Вот. Поэтому я надеюсь, что ты увидишь это. Если не сейчас, но ты говоришь, что у меня в эфирах бываешь. Еще раз повторю. Нету ничего, никаких оскорблений, нету ничего плохого. Каждый человек, представитель вашего, нашего, любого народа может зайти со мной поговорить, пообщаться. Что касается спонсорства, когда мне и поступил донат без имени, но в любом случае, это без ничего, просто сообщение пришло, да? Да, без сообщения. Вот, да, садол буддистник, эзашка судахил. Что касается спонсорства, или что мне кто-то платит, или указывает, или что-либо. Нет, спонсорство мое заключается только в том, что вот время от времени
какие-то добрые люди поддерживают меня. А остальное никто, никакие сценарии, никто меня не отправляет ни в Грецию, ни в Дубай, никого отдыхать. Я не езжу в Казахстан, я не пишу тупые безмозглые ролики, не получаю там камеры цифровые, и бабки за это нет. Почему-то все, что вы делаете для своих нордийских утырков, вы причисляете ко мне. Нет, ничего подобного, гадать. Ой, лячду, ой, до конца чакдырду. 50 материалов. Может быть, не 50, но 40 материалов. Я последних дикнеш это освоен. Это очень сильно большая поддержка для нашего восточного сектора нашей родины. То есть это исторические материалы. Жим материал, что у нас почти что, ну, есть материалы, все чадик мадицит, но ой гаха, альхамдулиллах, ой карчна, так нашон дука, эйлах дол кирча, цагин дошл кирча дуэга. Мне звонили некоторые братья, сейчас подтягиваются. Да, возможно, я не профессионально как-то там объясняю, может быть, исторические какие-то события, но вы должны понимать, это блог. Это исторический блог, и мы здесь обсуждаем не только исторические вопросы. Мы изучаем и говорим обо всем, чтобы доходчиво до людей доходило. Некоторые люди пытаются Башлам, хорошо. Башлам, хорошо, что тебе здоровье хорошее и на лечение тратится. Нет, у меня пока, альхамдулиллах, там все нормально. Башлам, сон зудлах е гергалоч охол зуд чен такой. Дела English Life созуд ялвазу. Я хочу, чтобы ты нашел мне хорошую Женьку там среди своих, посмотри. Очень гергало, да то сорю очень. Вот и Танюша задонатила, огромное спасибо. Танюша уже, кажется, 4-й или 5-й донат от Тани. Огромное спасибо, Таня, за поддержку тебе. И вот такая вот мелодия от Танюши. Поищи там, Дойхан, хорошую такую, знаешь, арийской внешности. Очень да, гергало, да, то сардун. А у меня тебе некому, у меня мой род весь в основном мужской, поэтому он нохчу. У меня вопрос к тебе. Я тебе сейчас отвечу на твой вопрос. Башлам, нохч махо, это ичкеринцы. Почему поменяли название? Да, ичкеринцы. Башлам, все. Давай я тебе отвечу. Да, это ичкеринцы. Да, поменяли название, видать. Заур Пачаев, это брат из Черкесии. Заур, огромное спасибо, братья, адыге, черкесы. От души, братья. Это, я так понял, второй донат уже, который приходит от братьев адыгов. Вот. Название поменяли, потому что 2 раза от ичкеринских в основном обществ получили поражение царские войска по некоторым разговорам. И было принято решение поменять это название. По другим говорят, что внесли раздор, типа из-за того, что там это тюркское название, но якобы нужно поменять. Есть 2 версии. Хотя есть некоторые этнографы, которые указывают и работают над ним, что это не Ичкерия, а Искерк, первых людей Искерк. Место, откуда первые 9 разных тайпов спустились с Нашхи. Ну, что поделаешь, каждый по-своему говорит, и каждый по-своему как бы отвечает. А тебе я хотел бы сделать замечание такое. Ты видишь, сейчас сидишь у меня в эфире, ты общаешься, ты поставил лайк человеку, который оскорбил меня. Он написал мне твой лайк. Если ты думаешь, или кто-либо думает,
что я не просматриваю, что я не смотрю, кто дизлайки, кто лайкает. Я везде проверяю, я везде читаю, пытаюсь ответить. Если это меня не касается, я пытаюсь оставить. Ты зашел к человеку и написал, он написал, что я якобы взял, там, удаляю ненужные себе комментарии. Еще раз, всем моим подписчикам я прошу прощения. И брат Вахид Тамирханович задонатил. Вахид Аллах да саадуэл болдиснак эзашка соуда хилда духуахуэл. Он в этом комментарии не оскорблял же. Он в этом комментарии оскорблял меня. Он обвинил меня в том, что я якобы удаляю комментарии, которые мне не угодны. Я комментарии удаляю только оскорбительные. И разницы нету. Будь это братья Галга, будь это братья Черкези, будь это братья с любого другого, являющиеся мусульманами. Лам Али Аль-Садович тоже задонатил. Лам Али Аллах да асаэл. Вот у нас уже потихонечку люди начали донатить и помогать. Вот. У меня нету привычки. Сейчас я отвечу, подожди, Адам 4646. У меня нету привычки оскорблять народы или общество, или тейп. Я этого не делаю. Бюху, мат, оскорбление, что может привести к фитне. Если этот комментарий, послушай меня, я тебе отвечу. Если под этим комментарием идут 50-60 комментариев, оскорбляющие любой другой тейп, общество или кого-либо, я убираю главный комментарий, чтобы все остальные исчезли. Я не хочу, чтобы оскорбляли, я не хочу, чтобы задевали, я не хочу, чтобы я стал... Мы занимаемся тем, мы занимаемся не оскорблением людей, мы занимаемся тем, что опровергаем ложь о нашем народе. Чтобы не занимались сепаратизмом между нашими народами, чтобы не стравливали нашу молодежь, чтобы не загоняли их в войну, понимаешь? Чтобы не подводили, не делали из нас бандитов, террористов. И ни один человек, чтобы не пострадал, чтобы мы жили в мире и согласии. Шунахик дюрас шейдей сартажим собордай, ца итмили он нохчи ошки етитиш, ца пхимили он нохчи ошки етитиш, хармуах паргат бахкетиш, хармуах ктаба етитиш, харвай дайс дежендол, хар дознаш метта далош, вай кам метта етиш, шу чоди хардарса, адетиш матисиш вай, келпитни шукри матис вай, цундера дарса дихар. Не занимайтесь тем, что вы думаете, что вы сегодня вот такие вот бойкие, а все остальные предатели, передасты, мидарасты и все тому подобное. Мадейшса, чодихада, хокамик, цажим собордай, цажим мат собор, сатуахиш, хоркам итмиллион гошки етитиш, едукдаш, дешитиш, окнахик. Кугт эхватитиш, галништаетиш, байништаетиш, шейкишништадайтиш, уайлемниш мерштахетиш, матисишош, цинюк, мабахиш, хуняды нохчи, хуняды камилш дяшпеш, хуня нохчи мат ами, чечены говорят, ца Япония, Америка, Германия, Франция, нохчи чухавян, уахалуш вачун, ущейцах ирбушун, царвай мат амбара, это не обозначает, что война действует. Асховать бывших, призывать. Я говорю это всем людям, кто посмотрит этот ролик. Мабайти туам, мадих, один европейский ногчи, казахстанский ногчи, кидик, мабахиш, мадицитиш, матиситиш, ванюк капитан. Мича аурбала, панкися, аухой махка, матчара бала, остхой бали, малхи бали, тирва бали, шотвой бали, чабрлой бали. Кистой бали, теркхой бали, ерш войнахчи ба, вой цакам да, шун лаахца Аллах да, цхамуат бош, цхагылк дош, цхамуак бош, куалин дуай. Тагана, политические партии ши, марти ши бош, диқаделла, ихумш валилу ишьяц, вой цакам халитиш, харцо юшаришун, Аллах дала, эхто бир бушун.
шу диқадил эзернашка, вай гоуши лелюш, айтташ яш валяш, харцунах ларлуа, дикчуман техварт, вай барт хили, цахили тиш, вай дукташ, мақяс дай тиш, вай. Мужги вай қияс туғаш, бу жукти вай қияс туғаш, бу сүйли вай амуғаш, бу вай қибеш вай амуғаш, бу мадиқи тиш, вай. Аллах духдуюшуг мадиқи тиш, ца 1 миллион гоуш қияти тиш, вай. Диешинш, спортом заниматься дейш, байниш, галнаш, историш, шейн дикник дуй, да ам дейш. Шунюка барцахулдер, вейнюка барцахулдер, вей латниш уже мартант хақач, урус мартанес ябел аргуни қача вей цацбеш. Сиха беш қача, дихар сюли бушеш аргуни қачал шей латту буш. Мацхилла сюли вей латтант ядейш. Мацхилла, мацдейти нохчичу и камел. Вей бусул баду, но ер вей муахмабу. Шубоц барт бахни атан камел кварт ма ибна царь. وينوقع بوت برت بانيا وي مالغ بوزي حابش مالغ بالي حاچان لشبو وي مالغ بالي مالغ حلبوچينش مالغ بوزي حالشبو يورس ان بو يورش هوش بوي هوش هنيادي هونكش ان بوي هوش هنيادي غلغاسقش ان بو يا هيرش ان بو بوش وي وش ديش مدو معي дайте остаюсь я не говорю вам о политике. Зачем мне политики? Зачем мне политика? Мне не нужна политика. Я говорю вам об истории, я вам говорю о социологии, я вам говорю о тех людях, которые занимаются тем, которые ожидают нашей крови, ожидают нашего... Хаусиш, что делаешь? Хаусиш. И таких... Что делаешь, сейчас изгошу. Ай, ох ты, аерит ешсей. Собор делаешь. Шудил, хаусиш. Сюркца коч мячун, ерсанил хумш. И этот человек, взрослый человек, занимается, хирург, занимает определенную должность. Вахахи, на? Ерсатваш тадават, еркамел дяшостагуй, маслабас, язошостаг. Асун хабовый, суна джихад кайкваша, вахахоши. Это я говорю про тех людей, которые занимаются провокациями. Сейчас, подождите минуту. Вы думаете, мне десятками, сотнями не приходят сообщения? Хаусиш, а? Вот посмотрите, всем, кто делит мой народ, прочитайте это. Отдайте нам хотя бы один район, у нас мало земли, бах. У вас и так будет скоро война, и половина населения и так погибнет. И таких публикаций, сотни, тысячи публикаций приходят ко мне. Что желают эти люди? Моему народу, который и так прошел столько через войну. Который погибает, которые пытаются какие-то утырки непонятного какого происхождения такие вещи делать. Не я развязал. И меня упрекают в том, что я якобы занимаюсь националистическими взглядами. Если я... Дельпоцу 06. Ты занимаешься тем, что распространяешь истину. Твое дело донести эту истину. Донеси. Слушается, не слушается, Аллаху алям, ты перед Всевышним Аллахом будешь чист. Ты хочешь единства народа, ни больше, ни меньше. Я тебе так скажу, это мое понимание.
Они заходят ко мне, упрекают меня в национализме, без разницы. Они оскорбляют, меняют мое имя, грешат, наговаривают на мое лицо, грешат, делают все, что угодно, говорят, что я такие огромные, там якобы деньги собираю, грешат. Уважаемые мои братья и сестры, всем, кто здесь в эфире, мне нужно перезагрузить эфир и заходите, правда, обратно. Башлам, занимайтесь тем, чем занимаюсь. Я прошу, не уходите, 100 человек. Я сейчас перезагружу, зайдите снова. Я перезагружаю, зайдите снова в эфир. Не теряйтесь, уважаемые мои подписчики. Эфир не закончился, я перезагружу. Все вместе дружно возвращаемся. И я продолжу. Так, надо geoposition. Нет, надо. Черкес из Кабарды на своем, мы адыги. Адыги, братья наши, скоро будет много интересного материала. Я обязательно опубликую, иншаллах, для моих братьев, адыгов, о нашей общей истории. Нас пытаются каким-то образом разделить, пытаются, но они не понимают, что историческая справедливость, звук яц. Да нет, у меня вроде бы звук добавлен. Я не знаю, почему у тебя нету звука. Кто-нибудь слышит меня? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, раз, раз. Раз, один раз, не фантомас. Ю. Все. Они не знают, что исторически коренное население адыгов, Адыге и Нохчи являются двумя, как говорится, одними из самых непокорных на Кавказе народов, которые сопротивлялись больше всех. Ну да ладно, это исторический факт. Я думаю, что как бы не стоит это принижать и так далее и тому подобное. Что я хотел сказать? Ну, смотрите, 46, Борзико, Грозный, да? Самые мои, вроде бы, братья, которые должны были подписаться. Нет, самое интересное, вот я вот зашел, параллельно зашел в аккаунт, лайв. Самые мои близкие, самые, которые должны быть подписаны на меня, они только сейчас отправили на лайв запросы.
А нарнийцев здесь столько просто-напросто. 60 запросов от нарнийцев. 60 утырков пытаются пробиться ко мне в закрытый чат, неважно какого происхождения. И то они пытаются, а мои близкие только сейчас вспомнили, что надо было, оказывается, подписаться. Вот такой вот результат. Да, кто, если хочет поговорить со мной, показывая лицо, задать вопрос, вы можете отправить запрос, я обязательно приму. И мы поговорим обязательно с вами. Урейш отправил, Бек отправил, Русанбек отправил. Салам алейкум башлам и всем братьям ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Скажите мне, сколько у нас в Ютубе. Так, Берсаджи мы приняли. Ваха ЮСК, ладно, тебя примем тоже. Пустые Самедой Гуайс тоже наш брат. Ну, по крайней мере, Омега Гумс приняли. Москва. Ну, всех Мебель Грозный приняли. Смотри, сколько людей можно было бы, по сути, делать рекламу, но нет, они заказывают у других, думают, что у нас огромное, в первой части нашего эфира, я недавно, у нас был такой человек, как, так, Чантиева, Мазлак был у тебя, вот твой фан, Чантиева, я тебя предупреждаю, я не люблю людей банить, но я тебе клянусь Всевышним Аллахом, я по Мазлаку, этому утырку уже говорил, если еще раз про данные персонажи ты будешь спрашивать меня, я тебе отправлю, не только выведу из эфира, я тебе заблокирую таким образом, что ты больше никогда в жизни у меня в эфире не появишься. И при малейшем твоем появлении я буду тебя блокировать. И Мазлак ушаю хайн хакьяти, дави хайн санметти гидуй хайн улли уавижми. Хотел? Сони ублюдок моица? И уайра. Дейли Мостахило, сексуэг моица. Адам 4646. Отправь повторно свой запрос. Я обязательно отвечу. Вопросы с Ютуба, с любого можете отправлять, я отвечу. Вот. Башлам. Я его предупредил. Я его несколько раз уже предупредил, и поэтому последнее, как говорится. Вот. Нет, уважаемый мой подписчик. Не приходило мне через PayPal ничего. Нулевой баланс. Сейчас я посмотрю, чтобы было понятно. Нулевой баланс. Видишь? 0,0. Если бы через PayPal пришло, я бы показал, что есть. Поэтому. О, да. Шейх Мансур. Башлам. Тот, кто тебе предлагал 350 тысяч, он просто понты гонял дежурный. Я не знаю, Мулко. Он сказал, что якобы хочет закрыть фит, но я эту тему как бы приостановил, потому что мне не дали договоры, как бы сбили с толку. Он 100% смотрит. Он говорит, что якобы из-за этого происходит фитна, и он хотел бы добро, и из-за этого хочет там выкупить у меня канал и сделать что-нибудь полезного с этого канала. На что я ему сказал, что я отвечу, поскольку это не аманат, я сказал, отвечу в прямом эфире. Вот чтобы вы знали, и все кто-либо предлагающие, какое бы тяжелое у меня не было положение, я не собираюсь никому ничего продавать, я не собираюсь отступать до тех пор, пока не будет закрыт вопрос по исторической несправедливости, по которой действую против моих братьев на Востоке и против моих же братьев и моих же тейпов на Западе. По крайней мере, пока нападки идут только с Востока и Запада. Юго-Востока тоже. Ну, Юго-Восток, Восток. Север и Юг, по крайней мере, пока молчат. Ну, кроме этого утырка, который называет себя грузином, этот Кулумбекашвили, иронец осетинского происхождения. Он осетин, как говорится, сам. Вот. И сказал, вот как говорится, вот кроме него. Больше оттуда мы ничего не видим.
Вот как есть, так и отправлю. Фитно он делает. Мне интересно, эти фантазеры, которые приходят и говорят, вот ты не ночи какой-то свой народ, мелкий, и тогда какая у них цель? Нету. Таких людей у меня почти что нету. Честно вам скажу. Валлахи биллахи, садеши чуа, мелкий бу, уарствой бу, кибеш бу. У нас нету таких вопросов. Башлам, ты меня упоминал, я просто сворачивал. Не могу написать в общем чате. В чем дело? Ты меня... Я не блокировал тебя, сайт, никогда. И почему тебя не показывают? Может, тебя атаку сделали. Перезагрузить. Ейхунда хажа, нету, сайт. Плохого ничего о тебе я не говорил, конечно. Давайте я сейчас отвечу по очереди, хорошо? Татаев Сулейман, Дерезхил. Уважаемые мои братья и сестры, я вас призываю самое главное об одном. Максимально приглашайте, распространяйте, пускай подписываются к нам люди. Я сейчас отвечу по поводу Ташухаджи Саясанского. Это я тоже отвечу. Просто времени бывает мало. Просто многие люди говорят, что якобы отправили. Я отвечаю, что нет, мне не отправили на самом деле. Если отправят, вы мелодию, когда отправляют донат, вы слышите. То же самое мелодия играет во время прихода в PayPal, тоже бывает. Поэтому я всем пытаюсь ответить. Но если я что-то пропускаю, повторите свой вопрос, я отвечу. Не обижайтесь на меня. Чем больше вы будете, максимум распространяйте YouTube, Instagram, TikTok. Приглашайте нам больше подписчиков, живых подписчиков. Я вас очень прошу. И если у вас какие-то вопросы есть, вы можете задавать. Зайти. Плохого ты не скажешь. Просто слышал, ты ники перечислил. Нет, Ваша, я ники перечислял тех, кто запросы отправил позже. Брат Вахид Тамирханович задонатил. Вахид, Аллах дал саадуэл. Огромное спасибо брату Вахиду. Вот такая вот мелодия бывает, когда доходит донат. И вот он пришел. Тот, кто отправил, Вахида дошли. Так вот, Ташуха нет, освободил. Давайте я теперь сделаю вот так. Вот так. Чантиева. Ауфидерзейн, без возвращения, без моего канала, ни ты, ни кто-либо, кто с твоего телефона попытается зайти, уже не сможет меня найти. Я раньше просто мог убрать с прямого эфира, а теперь, благо, мы можем посодействовать тому, чтобы ты больше даже не смог со своего телефона. По крайней мере, мы постарались. И за кумыка я тебя отправил в бан. Чантиев, Ауфидерзейн, холоп, тебя мы отправили. И Тон Чантиев, если ты параллельный, я тебя туда же отправлю. Ладно, на чем я остановился? Про Ташухаджи я обязательно отвечу. Так. Правда ли... Так, Собор делаешь, я хотел... Вашем, когда напишешь книгу... Подождите, я особо делаешь, Ты так башлам, жуаплоец, кантан цасах до и жуаплобуш. Собордеш милх дутиши, хаттар я хочу найти. Мой знакомый туркмен утверждает, что чеченцы произошли от тюркоязычных. Пожалуйста, дай краткий ответ с фактами, откуда мы произошли. Я бы сделал запись экрана, ему отправил. Тюркоязычным, монголоидным и всем пришлым. Хочу передать, во-первых, пускай ДНК, полное несовпадение. Второе, мы автохтонный народ, мы не пришли. Тюрки пришли сюда, они попытались нас завоевать. Когда-то в степной части, равнинной части у них получилось. Потом, когда мы возродились, из гор начали спускаться, мы их по полной и отправили домой. Каких-то маленькую часть, которая с нами жила более или менее в добрососедских отношениях, мы оставили. Ни больше, ни меньше. Никаких тюрков, монголоидов, азиатов среди нас нету. Ни по ДНК и никак. Если есть какие-то, кто пришел, попросил помощи, скрывался, убежал от своих беков, ханов и так далее, ему по древним традициям и адатам нашего народа, нохчи народа, его оставляли на территории Чечни без разрешения, имеется в виду
эта земля, эта родина принадлежит только Нохчи народу. А все пришлые, они получают покровительство, они изучали наш язык, оставались среди нас, но они не являются хозяевами этой земли. Эта родина принадлежала и принадлежит только Нохчи народу. С появления первого человека и до окончания. Нохчи здесь родились, умерли, возродились и так далее и тому подобное. Чтобы было понятно о чем. Никакие пришлые, монголоидные, негроидные и все остальные расы не имеют к нам никакого отношения. Имеется, мы не имеем к ним. Мы кавказоидная раса, Нохчи, автохтоны. На этой территории проживают десятки, не буду я говорить 50-60 тысяч, но по самым приблизительным данным даже 5000 лет, когда никакого тюркоязычного населения здесь и помине не было. Да, где-то там в степях Алтая, там где-нибудь вы, может быть, пасли своих оленей, я не знаю, лошадей или что вы там делали. Но вы должны понимать, тюрки, монголоидная раса, у вас... Ладно, что было понятно, это не оскорбление. Я отвечаю как есть. Ни один Нохчи не произошел тюрков. Жены, может, были у нас, а так не в обиду, конечно. Я надеюсь, ответил. А Черхаджи чисто Нохчи. Откуда произошли Нохчи? Чеченцы, нету такого названия, есть Нохчи. Весь ее город заблокировать можешь. Из тюркоязычного народа, ну, мы можем сказать, это то, что осталось. Киргизия, Казахстан, Узбекистан, ну, там, не знаю, Афганистан, Таджикистан. Там еще можно было говорить, но на Кавказе, кроме плоскостной территории, ничего нету. Нохчи произошли отсюда, как осел ковчег Ноя в горах Кавказа, с тех пор мы здесь. Второй вопрос. Это кумыки. Это несколько групп народов, которых начали говорить на тюркском между собой. Ну, это понятно. Башлам хохудияшу. Межидов Казбек. Хока эфирияшуксо. Тюбетейка маршо тут. От с башлами фамилия Чимави. Ю со фамилией Чимави. Со эшбатову. Со нохчиву. Соц башламию. Соцер Беркелару, социальж гала Ашу, Вершу, Куза университет, кен Москва академия, кен училище, кен Олши Гвезри. Давайте следующий вопрос. Мы произошли отсюда. Максимум ареала расселения, тут идет два спорных вариантов, откуда мы пришли. Или с Закавказья, или вот отсюда вот туда, оттуда вот сюда. Вот это все зависит от размещения ковчега. Где он находится и где. Но я в основном согласен с нашим ученым, историком Бакаевым Хасаном. Это я... Ага. Вот дошел донат через PayPal. Это я, Боккварт. Боккварт, Хадана, Такача, да, Духуахвал, да, Саэла, Ятрин, доната. Это я донат. Это для доната. Я понял. Хакача, он через PayPal вот поступил сегодня первый донат. Есть такое дело. Так, Башлам, я не помню, чтобы ты когда-то говорил, что ковчег остановился на Кавказе. Да, на Кавказе, конечно. Ну, за Кавказе, Кавказе, на Кавказе, правильно. Не Северный Кавказ, а на Кавказе. Башлам, еще адек дич. Ну, сказал, хундаца. Ну, сказал, херду, иншаллах. Муко, ты в курсе, что тебя практически вся республика Ингушетия знает? Бакаев Хасан, к сожалению, закрыл, приостановил свой канал. Жаль, конечно, Ширвани Арву, то, что Хаджи Двезал Халли. Не могу сказать насчет его потомков. Ингушетия любит
всем сердцем. Ну, не знаю, что там делать Ингушетия, любят ли они меня или нет. Я с уважением отношусь и ко всем братьям. Разницы нету, ингуш он, македонец он или кто там, кто бы ни был. Для меня мусульманин хорошо. Кто ко мне хорошо относится, тот мне брат, друг. Кто ко мне относится вражески, ну, какой привет, такой ответ. Я не собираюсь ни с кем церемониться и кого-то просить. Несправедливости в этом мире очень много, кидалова очень много, незаслуженных вещей очень много. Но это не говорит, что от того, что я сегодня простой человек, что к нам, простым людям, нужно относиться высокомерно и оскорблять нас. Ну, пошел он к чертовой матери со своими деньгами, со своей крутостью. Я абсолютно, мне перед Всевышним Аллахом проще. Я переживаю за свой народ. Я очень сильно люблю аж не стать сайса шадл диат сам хватсадеш Аллах вахду. И второе, это мой народ. Первый Всевышний Аллах выше всего. Нету ничего выше и лучше, чем он. Красивее и как угодно. Все эпитеты прекрасные Всевышнему Аллаху. Альхамдулилля. После этого мой народ, который я люблю, горжусь, который я изучаю, который я читаю, я пытаюсь сделать что-то полезное. Я очень сильно хочу, чтобы мой народ размножился, чтобы мы учились, чтобы мы построили мощную, централизованную, я не знаю, республику, государство, называйте как хотите. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, называть, оскорблять, зачитать. Я вот просто взял, начал зачитывать книги и материалы, смотрю, вам не интересно. Вы говорите о своих каких-то вещах. Мы должны понимать, что я этот эфир провожу для вас, чтобы рассказать вам интересное. Я знаю про Цуантро, я знаю про Дични, я знаю про остальные тейпы. Ну, тейповая тема – это не топовая тема, поймите. Это все часть единого народа. Это мы должны понимать. Главная цель – это вот единение. К сожалению, я вижу, как развивается вот этот космополитизм, как развивается пофигизм, и нам пытаются показать, что быть патриотом, любить свою родину, свою историю, это является нацизмом. Это делают люди, которые хотят уничтожить нас, и которые гордятся тем, что здесь идет война, проливается кровь. Если мы будем знать свою историю, если мы будем знать свои адаты, культуру, свою религию, нам никто не нужен будет, понимаете? Они не нужны будут. Пришлые не будут нужны здесь. И их тема какая? Чтобы мы между собой поссорились, поругались, поделились, а они в этот момент могли сюда заправить очередного чувака, который будет нам рассказывать, как нам жить, как нам, какую религию нам изучать, как нам свою родину любить и кого сюда приглашать, размещать и так далее и тому подобное. Поэтому, так, сообщением даже донат пришел. Очень такой... Так, подождите. Это сообщение... Я должен прочесть там донат с сообщением, поэтому я должен прочесть его. Да, был вопрос, у меня спрашивали о том, сколько украли, когда взломали карту. Украли, в принципе, небольшую сумму, но это было где-то в пределах 7-800. Просто не знаю, каким образом, но наши утырки нарнийские обошли защиту и купили, сняли эти деньги. Из-за этого была небольшая проблема у меня. Ну, умадас, да,
Нет худа без добра. К сожалению, я здесь не могу прочитать это сообщение, но огромное спасибо. Почему-то здесь сообщение... Истории. Освободилась Я просто обещал, что буду обязательно зачитывать не знаю. Ладно, Асаэл, тот, кто прислал донат, я почему-то его, то он был, но не смог. Да, Асаэл, короче. Я это буду с нагазашка суда. Я столько тем начинаю, и ни одной из них не успевает закончить до конца. Я где остановился, я не помню. Извини, я не про твой канал говорил, а вообще в Ютубе. Я уже долго живу в Европе, и как только начал изучать нашу историю, сразу нашел всякие каналы, которые хотят разделить нас. Если канал вы находите, якобы чеченский, который хочет разделить нас, сразу же отписывайтесь от этого канала. Если человек пытается разделить нас, поделить нас по каким-то политическим партиям, значит, этот человек занимается не историей. Он не переживает за свой народ. Он не переживает о том, что мы можем перерезать. И враг, внешний враг, не страшен нашему народу. Мы не боимся, никого не боимся в этом мире. Это однозначно. За это я не переживаю. Храбрости, и дурости, и силы в нас достаточно. Да, и спасибо всем, кто там лайкает или сердечки нажимает. Оказывается, это позитивно отражается на эфирах. Я не знал, честно сказать. И что я хотел сказать еще? По поводу... Если вы увидите такое, значит, этот человек не хочет ничего благого для нашего народа. От таких людей всегда будут экстремизм, сепаратизм и кровь. Я хочу, чтобы вы понимали, есть много способов. Главное работать головой, стратегическое мышление, которое можно довести свой регион до процветания, сделать его богатым, не дотационным, а донорским регионом, ну и так далее. Всех нюансов говорить мы, как говорится, это на другую тему оставим. Цундера, самое главное. Внешний враг не опасен. Внутренний враг больше всего опасен. Враг, который знает язык. Враг, который знает, как нас поделить, как разделить, внести суету, назвав один тайп тохум, вар, гар, неизвестно, не важно что-либо. Сделает все, что угодно, но он приложит все усилия, чтобы сосед пошел на соседа. Одно село пошло на другое село. Они знают, как психологически манипулировать. Они знают, что мы не любим больше всех. И это сегодня, последние 3 года, некоторые очень сильно используют. Поэтому открытый враг, всегда проще с ним разобраться. А вот внутренним врагом разобраться намного сложнее. Если вы хотите увидеть врага внутреннего, посмотрите, какие действия он идет. Он всегда будет говорить о чистокровности, о том, что есть хорошие и плохие. Нет, есть хорошие и плохие. Это простая аксиома, всем известная. Но если он начинает хернохчи, западный был чистый, бухош восточный, он не чистый был, значит, с этим человеком обычно сам такие разговоры, которые ведет, это полукровка. В первую очередь такие разговоры ведут полукровка. Чистые, нечистые понимания у наших, если мы живем по адатам своих отцов, предков, по религии ислам, само собой. Религия ислам, я ее не называю каждый раз, потому что это приоритет, мы это определили. Это незыблемое правило, которое всегда есть в нашем народе. Мы говорим о земных простых вещах. И если этот человек начинает говорить о том, что чистый, нечистый, вы всегда должны задуматься в первую очередь, что этот человек пытается тем самым нести раздор среди нашего народа. Если мы доверяем адатам наших предков, мы должны знать, что
от того, что мать является любой другой национальности, потомок всегда идет по отцовской линии. Мы мусульмане, мы нохчи, и у нас традиционно патриархальное общество. Родовое патриархальное или патриархальное общество, называйте как хотите. Но мы живем по таким правилам 1000 лет. И если вы сегодня, являясь адыгом, другим грузином, я не знаю, кем угодно, автохтонным народом этого Кавказа, вы должны понять, что мы патриархальное общество. Если у нас мать там, даже будет с Америки, немка, француженка, разницы нет. Их ребенок является нохчи. Не оскорблять, не задевать. Это раз. Это не говорит о том, что я призываю, чтобы нохчи женились на всех других, но не только на свой. Нет. Я считаю, в первую очередь, всех нохчи зудри нужно женить на наших мужчин. Ца хаблой, ца яли, ши хаблой, ши яли. Ит бердайт, пхит бердайт. Ца ит миллион нохчи оштуешь. Сила нашего народа заключается в единстве. Вай дукхули, вай гоши чуч гергалуш хули. Восток, запад, север, юг. Разница очень. Чуть гергалуш хули. Наш регион не такой большой. Как раньше сейчас переживать. О, яркий стир, зудьялу, солома, ашу, генду. Никакой проблемы нету. Сегодня отличные дороги. Сел в машину. Час в любой уголок нашей республики можно доехать. Женитесь на наших сестрах. Вайнохчик, Олмар, Гоуши, чуть зудри балби. Ну, и вы понимаете, о чем я говорю. Если вайбати, ну, у нас бывает некоторые вот что-то некое экзотическое. Это как у женщин, там, шоколад увидел какой-то такой необычный. Ну, такой, как Маршо съел, который мне прислала Джузи с Бельгии. Но она говорит, а Маршо стихаря стырил, ну, не стырил, съел его, не отдавай мне. Ну, я же хочу попробовать что-то этакое, ну, что-нибудь там, не знаю, с Бельгии, Швейцарии. Ну, попробовать шоколад, понять, в чем разница. И вот такой же человеческий интерес есть у некоторых наших мужчин, которые хотят, думают, раз она там японка или, не знаю, или там немка, ну, что-то другое. Но, честно вам сказать, не всегда бывает так, как мы думаем. Ну, кроме как машин. Машины, конечно, лучше брать немецкие. Ну, или японские на крайняк. Вот. Это как лошадей брать арабский скакун. Вот такая. И если эти люди пытаются, вносят ешбека, чиеш, ишбуш, нет. Все либеральные СМИ и все вот эти аналитики, прогнозы, политтехнологи, историки, они говорят о простых вещах. Сам благо, что они раскрывают все, что они хотят. Они хотят, чтобы мы между собой всю жизнь враждовали. Вой парцахалит, вой он барцахалит. Само собой, вой чуть-чуть. Залунш, Маринш, Кедек, Европа, Казахстан, вой Цери, Ялуш, Иордания, Панкиси, вой Зоуши, Зудрибалш, вой Нохчик, Амдаб, Алдеба Дебин, вой Барт, Боштахуты. Вся их система разрушится. Никто не позволит воевать, никто не позволит прийти сюда, там, посадить кого-нибудь, там, Хаваля, Сюлевал, Уайлия, и Миллавал, Нохчи, Цахальча, Милла Хаваля, вот этого не будет. Вой Хекли Херду. Херду вой Диша. Херда свой кьета цахиш, любой что-то я дала. К этому я хочу вас подвести, понимаете? К этому. Это важная цель. Единство нашего народа, как никогда, и возрождение нашего народа. Вы любите говорить, нас было 5 миллионов, до Кавказской войны нас было 5 миллионов. Значит, если нас было 5 миллионов, значит, вайдейши, болши, бартхалупюка. Они могли возродиться и стать 5 миллионами нохчи. Почему сегодня мы не можем этого сделать? Почему сегодня мы пытаемся раздробить некоторые с этими высказываниями, отделить Уарстхуа, Мялхи, Эхкей, там, я не знаю, кого угодно. Если была бы возможность, Беной бы убрали, если была бы возможность, Алрой бы убрали, Цуантрой убрали. А есть такие люди. Сюли говорят, что Беной, Юрт, Бенош, Шейниш Бубош, Сюли Мубой. Специально фитандиш. Есть некоторые Дидуайбу, Шейбу, Гуняды на Цесибуш.
Есть некоторые анды, которые говорят «харачой шейбу буш». То есть ухватить наш народ катволуш. Хотя генетически, исторически это чисто вейбу. Точно так же есть эти дебилы, которые ходят там, сейчас у меня один багдуйтерский казак, шахабер бугуну, бац, гуна исторически цен ногчи тейпну. Такие же дебилы, кто говорит про варандуевцев, что они от Воронцова и так далее. Кто это распространяет, он дебил конченый. Варандуй очень древний тейп. Как и Галай, исконно ногчи, древний тейп. Как и Садвай и так далее и тому подобное. Каждый тейп можно назвать, но если это не современное как бы ответвление или гар, нет. А делать все даже вот в этих, дьявол скрывается, как говорится, в деталях. Делает все, вот, проверяет каждый, но дает. Цуантураша, но мудовший гар, да, они начинают, туда цуантура, отдельно, маслаба цуантура. Или там мулкуаша, да, отдельно, мулкуа даст, и что алушбеш. Или, ну, я вообще говорю, тируя, мялхий, это про любой тейп можно сказать. Когда тейп становится более или менее большим, он там начинается ответвление, и пошло-поехало, они начинают, вот, пытаются отсоединять. Не надо отсоединяться. Монолит, это касается и ауховцев. Панкися больше нам и хаар и что. Ауха пока беспорядок. Половина туда-сюда, хочер-бучер до цигали, вот сац больше. А сунд что ауха маха ашу ночью чунах, ой война шмадуй. А они до сих пор не могут этого. Почему это? Ой, дома дай война. Да при чем тут война? Нохчи дойвай в первую очередь, нохчи мадовай. Ахкай дала, алруай дала, ой, зогвай дала, нохчи мадовай. Ладно, я как-то ушел, отвечу быстро сейчас на вопрос. Башлам, ассимиляция между Галга и Гюрджи идет по полной программе. Это их проблема. Вайбал Бачун, идет у них ассимиляция или нет. Башлам, Байсангур Биноевский, Хусамнейн, ваш русский армии Юкахилла, Бохар, Бакдой, Бакдац. Башлам готовят почву, чтобы свалить отсюда, вот так как всех против себя настроили. Почву, чтобы свалить отсюда против себя. Не понял вопроса, но кто хочет, пускай сваливает отсюда. Мы их не держим. То, что хожу из тайпа Цуантрой, и я основательно докажу, через некоторое время он настоящий чеченец, имеет ДНК J2, и в 9 предке я приведу родственников. Иншаллах, да Аллах. Мне без разницы, он дичный, цуантро, любой тейп, ночи, уя вас хали арксуны. И хиляцу изет эк окей, гейтер вот тишер варихав. Так, 700-800, 7800. Да, 7800 рублей ваша берса лачин ахшидух. Асхал оушту ахири сайдага почти за 100 евро дарха оушка. Я хотел потихоньку собрать ноутбук на оушту уштарса, но цадвях наглядь куда идут. Лачина. Башлам, почему ты заблокировал меня, Попренко? Если я заблокировал, значит ты заслужил. Откуда они сняли твои деньги? Они сняли через прогу, одну покупку сделали с моих денег. Там мой косяк. И до Цуркирицк Магуэлсан. Амин. Ассаламу алейкум, Башламу алейкум салам. Башлам Сабани Тхунвина. И почему не доказал, что Ташухаджи чеченец? Ты тупой, что ли? Ташухаджи чеченец. Я тебе ничего доказывать не должен. Я сказал про Ташухаджи. Я сам сказал, что это расскажу. А не докажу. Только конченным дебилом нужно быть, чтобы утверждать это. Найро. Так, собор делал. Домой. Кумык ты. Докажи ему, Башлам, что Ташухаджи, он был чечен. Так, мужики, все нажимаем на сердечки внизу справа. Танюша, спасибо большое. Мы для России всю жизнь доноры. Так, ты кумык, но никак не он. Это ваши важные мечты. Ну, я его отправил. Так, ДНК-тест его родным доказывает, что они ногчи. Вот теперь ты докажи, что они ногчи.
Так, мужики на зоне работают, Татьяна. Молко из-за وشا أصنعش متاعدون إغاز قميش كلاحة إسيوتاني ديشو ويا ياتي قلت رمسو ما دي غدا غاتشو شي مارعيو شي تين دا وشي بيرد وشتوينيوشي ويا ياتسوني تو تعوش دول هما وين وقت غاتش ويا ياتسوني موكو ممو أطلع سمعتاني بويش وصونش سويش كيسبو على يزشي شاك بيش واس نو ويز جرجل وديش ويز ديك بوش ناخ بونش موقوك بахаси. Так. Башлам Саид эфир вака питан доцу. Аса эфир вак швац. Западные граничат с осетинцами. И дальше. Зага. По Ташухаджи я отвечу. Наверное, дебил ехал. Ладно, я сейчас башлам. Западные отличаются от восточных. Давайте я сейчас этого дебила убрал. Башлам слышал недавно о том, что якобы шейх Мансур лояльности чеченцев и ушел. Нет, это неправда. Шейх Мансур воевал везде. Башлам дал сидор. Зумсо дересил. Зумсой, Тумсой, Вежри, дал сидор, дал духдах. Шейх Мансур ушел не поэтому. Шейх Мансур Западный фронт более активно воевал и меньше доверял вот этим суевериям. Наши же хотели, чтобы то, что сказал шейх Мансур, все оно исполнялось, всегда он побеждал, но сами к этому, конечно, прикладывать усилия они не могли. Без разницы, сколько бы ни зашло норнейцев, вы можете захотеть, здесь доступ открытый, я вас буду блокировать и домой отправлять. Дальше задавайте вопросы, и я отвечу. Нет, чувак, мне прислал один бохкварт, прислал пайпеловский донат, и все. А остальные донаты, которые через Сбербанк приходят, или кто-либо донатит, вы слышите эту мелодию. Бойс Харбиноевский, чистокровный Нохчи, национальный герой Нохчи народа. Он найб, был награжден, имел то ли 4, то ли 5 наград от Байсангура Биноевского. Он из Тейпа Беной, было в семьях, было 9 детей. Из 9 все погибли, начиная от первого имама Кавказа и заканчивая там Гамзат Беком, Гази Мухаммадом и имамом Шамилем, все братья погибли. Они погибли, воюя против царской империи. У Байсангура Биноевского оставалось 2 сыновей. Один по возвращению с ссылки умер в дороге, похоронен. Второй тоже умер. Прямых потомков Байсангура Биноевского нету. Сестер у Байсангура Биноевского тоже не было, я не знаю. По крайней мере, я с ними из его родни, из Биноя разговаривал, по крайней мере, родные бочарцане. Сестер у них не было, 9 братьев. У них Мусаевы фамилии. Там фамилии есть, у меня спустить вниз, вы увидите среди биноевцев все есть про Байсангура Биноевского. Последний брат перед смертью, которому отрубили голову, это был Эльжа. Он с 2 своим племянником и с 2 племянниками оборонялся и защищал Бойс Харабиноевский, который скрывался в лесах, то есть в пещере своей, последнюю оборону с детьми, который уходил. Это был брат его Эльжа, ему отрубили голову. В то время было такое правило, нужно было отрубить голову и принести в качестве доказательства. Голова Эльжи скатилась, они не успели взять его, племянник и сын схватили голову, положили в корзинку, скрылись, через определенное время поднялись, взяли его труп,
вместе с головой сын и племянник. Это потомки Байсангура Биноевского, чтобы знали, ну, из их рода. И один сын брата, они отнесли тело и захоронили. И это место до сих пор биноевцы знают, где находится. Бойсхар, Биноевский, некоторые говорят Бойсгар, некоторые говорят Бойсхар. Русские говорят Байсангур, является исконно чистым чеченцем Нохчи. Что касается его захоронения, захоронен он в Аухе, Акташ, недалеко от селения Акташ-Аух, среди многих других наибов, которые воевали. В то время, чтобы было понятно, он не входил в состав Дагестана. Ауховский район не входил, он не был частью Дагестана. Его присоединили после разделения Терской области. Присоединили в 1921 году. До 1921 года он никогда не был частью Дагестана, чтобы вы понимали. Власти имели, не имели какую-то силу, там, Муцелы, Шаухала, это уже сказки, бабайки и так далее и тому подобное. Разные периоды заключали разные договора, но власти как такового не имели. Сегодня я вам зачитывал, что в первой середине 19 века про ауховцев написано четко, понятно, про качкалыковцев написано, какую власть над ними имели и какую нет. В будущем я вам буду публиковать документы, которые, как говорится, якобы не существовало, и что якобы чеченцы не отправляли в коммунистический Советском Союзе запросы на то, чтобы им вернули обратно Хасавюртовский, Бабаюртовский и Ауховские районы обратно в лоно чеченского. Это исторические документы, и, иншаллах, ничего напрасно не происходит. Войбуалбяшду. Постараюсь вам показать, по крайней мере в оригинале показать, были ли запросы от наших чеченцев, то есть от нас, официальной центральной власти, как отказывали, все увидите. Если вы думаете, что Нохчи никогда не претендовали на свои, претендовали, отправляли письма, но, увы, советская власть не доверяла тем, кто сопротивление 20 лет оказал. Это, я имею в виду времена Шамиля, Кавказской войны, оказал сопротивление, после этого был депортирован. Слишком много накопилось, и они не доверяют нам, и мы не доверяли им. Это совершенно историческая, как говорится, реальность. Плохого нет. Для истории России мы должны понимать, что были белые полосы и черные полосы в нашей истории. Где-то мы мирно жили. Что сделало хорошего? Много чего сделало хорошего, конечно, и в понимании образования, развития таких, есть плюсы и минусы свои. Башлам, Терлой, Мелхи, это Тухумы или Тайпы. Тирвай, Мелхи сами себя считают тайпами, поскольку тайпы кровно родственные, а Тухумы это социально-экономические военные союзы. И даже между собой могут быть неродственны. И Тирвай, и Мелхи говорят, что они все один народ. Сами себя они таковыми считают. А в научной литературе они записаны как Тухумы. Ответил. Все 4 же не могут быть чечены. Я не понял, о чем. Так, дальше. Башлам PayPal Юйха PayPal годовалар сон Германия Ашу Зумсо 2021 Зумсо PayPal у меня на главной странице. Когда ты заходишь на мою страницу, Цубула Язинен, финансовая поддержка, и ссылка есть на PayPal. PayPal работает и доходит, по крайней мере, доходило. И сегодня мне прислали если не ошибаюсь, сколько? 10 евро, кажется, или 8 евро, я это нацунтал. Балбяшами. Вы заметили, что когда мы стали восстанавливать наши боевые башни, наши левые соседи загибаются от ржавчины нутро. Это их проблема. Почему так? Дальше. Замсо, Юнса Пайпел, Башламот, Бохкварский, название. Так, дальше. Башлам, Дико кофе, Милчух, Тердук. Я пью свой бушидо.
Мне одна сестра старшая прислала с Норвегии, но кофе закончилось. Она прислала мне такой четкий шоколад, 200 граммов, такие длинные, 5 плиток. Я их на полгода растянул. Это был такой четкий шоколад, норвежский шоколад. Мне понравился очень. Ну, не такой, как говорится. Вот она прислала кофе, кофе тоже закончилось, шоколад закончился, но мы держимся, как говорится. А кофе сейчас я пью Урус-Мартановский тигр. Рустам приехал мне, купил кофе, подарил футболку и уехал. Кстати, вот эту футболку, иншаллах, надо вот придумайте какой-нибудь, у меня к вам просьба. Вот такая футболка, вот здесь надпись сзади, вот Башлам. Не обязательно это я должен быть, а вот с нашим логотипом. Это футболка 2XL. Не одевали, ничего, белая, очень хорошего качества. Придумайте какой-нибудь конкурс, и мы, иншаллах, ее отправим победителю. Ну, такой небольшой презентик, чтобы было приятно. Если вдруг что-нибудь придумаете или что сделать, как сделать, ну, мы ее задарим. Вот Рустам, когда вот кофе привозил, вот ее мне задарил. Ну, сидеть в своей футболке и проводить эфиры, я как-то думаю, что это как-то не то, но Чеченхо, чувала брат Чеченхо. Кидала уса вош Чеченхо. Его седвата Чеченхо, вош уса Муаммад бош. Цасосан рыжу вош, ядош. Сюн отецу, гуттарсун падешки, ола ахоп Муаммаду со кидать вок. Башлантха де фэмили тес сакачыр шейла несколько семей тха гергерхила. Далды аверка тиюэл Муаммад, далды хуахуэл отецик, салам машалу. Ничего, у нашего тейпа только... Догатим. Татьяна хотела написать донатим. Спасибо, Танюш. Агран Башлам про Ташу Хаджи. Если у тебя есть тема, расскажи мне, скоро надо выходить. Про она моя. Так, давайте, ладно. Я потихоньку по суртоцегю. Мержи, к сожалению, у меня нету суртоцегяц. Гургал это выдуманный персонаж, поэтому чертвай садейший чуай был, чертвай чистый ценнох читай птопай. Чертвай, не переживайте, там даже говорить Башлам маршу мечал, сега халвеская, узалка эфира. Про Ташу Хаджи, уважаемые мои братья. Информация про Ташу Хаджи Саесанского очень неодинаковая и разная. Я понимаю, что кумыки пытаются, и основываясь на своей вот идеологии, идеи, указать, что якобы Ташу Хаджи Саеснар Ташу Хаджа Олчин. Я прошу понять, что я не религиозную тему говорю, а историческую. Ташу Хаджи был... У меня было 4 версии происхождения Ташу Хаджи Саесанского. Ташу Хадж, Саеснар Ташу Хадж, о Хажушин. Это один из наибов имама Шамиля, один из сильнейших духовных лидеров нашей Родины, захоронен, если я не ошибаюсь, если это не ложь, Саеснар. Что вот 4 вот этих, по крайней мере 4, кажется, я вам сейчас объясню. Дальше, Аллаху алям, мы не можем доказать, кроме как прямых его потомков, о том, что он являлся чистокровным там, или нечистокровным, доказать можно только по сдаче ДНК-теста. Это само собой... Ну, вы думаете, понимаете, как. Или прямой потомок его должен сдать ДНК-тест, или же... Так вот. Или хахквизка. Так, я хотел вам рассказать. Первая версия, зафиксированная на книге. Есть книга, я публиковал эту информацию. Ахмада Сулейманова, если я не ошибаюсь, то ли 72-й, то ли 78-й год. На этой книге говорится, что
жители селения Эндери. Я сейчас расскажу все плюсы, все минусы, а там уже дальше решайте сами. Селение Эндери есть на старом кладбище, похоронен дедушка Ташу Хаджи Боб Хадж. Боб Хадж является исконно Нохчи из Нохчи Тейпа Дышни. Что касается Эндери, я сейчас объясню вам, чтобы было понятно, чтобы мы не возвращались, что якобы Эндери был кумык. Нет, Эндери состоял фактически или из двух, или из трех, некоторые говорят из 5 купов, но в основе своем 50/50, некоторые говорят, проживают, в основе своей были кумыки и чеченцы. Эндери не был однообразным, и он не был чисто кумыкским, это ложь, однозначно. Происхождение, рождение, место его рождения считается селение Эндери, и его дедушка является Боб Хадж из Тейпа Дышни. Это одна версия. Вторая версия, что он является представителем Нохчи народа, но из Тейпа Цуантарой. Цуантаро Тейпа, Нохчи уж, алейкум салам. Есть эта версия, и мне о ней рассказывал непосредственно сам один из как раз таки представителей, сторонник теории, что он кумык, что в одних его из рукописей Ташу Хаджи он упоминал, что он кумык из Тейпа Цуантаро. Я не могу, есть там разные версии, но об этом мы уже, как говорится, нужно еще узнать. Вот, что он чеченец из Тейпа Цуантаро, это вторая версия. Третья версия заключается в том, что он является кумыком, поскольку происхождение Ташу Хаджи является из селения Эндери, а там были кумыки. Раз. Второе, что он кумык, потому что он знал только кумыкский язык. 2. Третье, это подпункты, что он кумык, я вам объясню. Что он писал, и есть в его переписках книги, где он упоминается соборделочство. Что он упоминается, что он был Ташав Хаджи Аль-Кумуки, якобы записано было в одном из его рукописей, который мне прислали. Третье. 3, кажется, я вам перечислил. Вот эти 3 плюса к тому, чтобы они указали, что якобы Ташу Хаджи Саясанский являлся представителем кумыкского народа. Теперь минусы. Во-первых, никто не проводил сверку того, что те рукописи, которые есть, Ташу Хаджи, что они являются ли они оригиналом или нет. Первый минус. Второй минус этой версии я вам объясню, а там дальше уже сами решайте. Второй минус. Дело в том, что если Ташу Хаджи жил в Эндери, его мать или отец погибли, и живя в тюркском обществе, он, конечно же, мог знать только тюркский язык, и ничего в этом плохого нету. И мы знаем по историческим данным, что восточная часть Чеченской республики, Нохчичуя, там уже граничили Эндери, его называют там торговым центром, говорили на тюркском языке. Это был международный язык, изучение ислама и международные торговые отношения с восточными соседями, с тюрками вели на тюркском языке. От того, что он знал тюркский язык, ничего тут плохого нету. Однако, по словам тех же сподвижников, которые до сих пор проживают на территории и Нохчичуя, и ближнего зарубежья, которые являются исконно Нохчи, утверждают, что Ташу Хаджи передвигался по всей территории Нохчичуя. И не было у него никакого переводчика, и он говорил спокойно на чеченском языке, на Нохчи языке. Нохчи Махбючхилла. Не забывайте, что Ташу Хаджи, по многим данным, распространял ислам вплоть до Адыгеи. То есть распространением ислама Вокхаш, естественно, Вокхаш у нас. Поэтому
основание, третье, то, что он написал Аль-Кумуки, Ташавхаджи Аль-Кумуки. Есть представители наших, со мной связались, тоже фамилия Каратаева, если я не ошибаюсь. Так вот, он объяснил, что в Дагестане, в каком обществе, если проживает, они пишут название этого общества, но это не обозначает то, что он являлся кумыком. Или он являлся. Если бы он жил бы среди лезгинов, он бы написал Ташухаджу аль-Лезгини. Если там среди аварцев Ташухаджи аль-Авари там, или аль-Ма'рурал, так бы написали. И что это не обозначает, что он относится к кумыкам. Вот как мне объясняли, вот к какому обществу проживает. То есть есть много недопониманий. Это была третья версия. Четвертая версия и утверждение некоторых наших старейшин, которые говорят, что якобы Ташухаджи был андийцем. Вот. Доказательная база слабовато, как бы доказать ни плюсов, ни минусов нет, но утверждение якобы. И пятое, то, что некоторые аварцы утверждают, что Ташухаджи был якобы аварцем. Что коим, конечно, в действительности тоже не является. Вот 5 направлений. Какие доказательства, кроме как косвенных, сильных, нету. Так, мне нужно перезагрузить. Я прошу не теряться. Я перезагружу. Кому интересно, заходите, мы продолжим. Вот. Час закончился, мне нужно перезагружать через каждый час. Кому нравится, тот и останется, как говорится. Я постараюсь сейчас закончить. Почему через каждый час? Вы сами просили, чтобы каждый эфир по часу, дабы смотреть несколько часов подряд. Немножко трудновато. Это андийцы, среди андийцев есть чистые андиты по душе нохчи бешбу. Моя версия такая, что они в свое время были спасены андийцами, и у них чисто нохчи происхождения, поэтому башла мержу пяс юх швархвик, юх швархвик, проблемят свой долг. Башлам, ты можешь меня банить, но западный и восточный нахи отличаются. Ты не западный, не восточный, ты просто-напросто auf Wiedersehen. Ты не нах, хотя ты нах, да. Нах ты нам здесь нужен. А мы нохчи.
Нахчи. Да. Нет, Саваша, ажас, Баобяшю. Я не знаю, что ты говоришь. Вот. Тимур Джамалаев, который задонатил, пришел, больше свекца качона. Милник Бомцесон. Качана. Если сюгян, я через пайпалас, я на эдаром. Башлам. Шуюртер. Тагер бог, шварк, садикстаг. Мюхт айрвюстишеш. Тагер бог, духбуай юрта. Салу лаушу, тагер ворк, точнее, да, гештацун, агрономуш. Да, я слышал об этом, есть такая версия. Есть такая версия. Осуждая межнациональную рост, хватит сеять конфликты между народами, нациями. Это прижиток прошлого за интернационализм будущее. Я сейчас тебе интернационализм устрою. Смотри. Ажал. До свидания. Башлам, в последнее время про Гургала обезглавивший ничего не говоришь. Гургал уходит на второе место. Теперь, оказывается, какой-то калмык рассказал, что Брестскую крепость защищали только 300 воинов. Калоев, я тебе запрос сделал, так, не понял, это не ко мне. Футболка. Нет. Футболка, я ее не продаю. Она, аукцион мы делали один раз. Аукцион закончился тем, что мы вот поговорили, и все закончилось здесь. А так, я не продаю футболки, я не занимаюсь, это не бизнес мой. Шавилла и Тайр. Тайр, авица голаса лулар уй, гергерош. Сугалцевела, черту авичула, черту вори тайпан. Магомада умя чукса, фамилия Тайр, фамилия он дагиахур. Если он агрономом был, то я его знаю. И что лула асмукнис тон духал бог почти что. Цюннан лиманию. Цюнцхауаша косум бошу. Он тренер по тяжелой атлетике. Фамилия у них Магомадова, если я не ошибаюсь. Второй брат Ибрахим, младший. Чем он занимается? Муалуиза. Вот еще ситуация. Вещь была. И лакарт аэру. Циевол шуйся? Да. Лакару из Войс, войс эльчим, вокко соцуэн, азимор, войзер сунт аэр. Башлам, и луш духатар сесно хилла вокхаш. Башлам, 4 луш духатар сесно хилла вац вокхаш. Вац. Зумсу, он жил там, похоронен там, но он родился не там. Башлам, провокаторов отправляют на Банановые острова, верно. Башлам, ответ, наш доклад послали, не знаю, не видел никакого ответа. Я знаю, что я ответил, а кто что там другой отправил, не знаю. Хасон, авич улт аэрла карца, зюкердяш улт аэру, тайпан мюнш будагца доосунуш. То ли цуантруа, то ли, может, чертвай. Хотя тха юртасан интернационал. Баулай, Цхарай, Кей, Хуай, Холландуай, Хакмадуай, Эшбатуай, Цуантруай, Жай, Баулуай, Шикруай, Кей, Чертвай, Айлерес. Кто еще? Алруай, Бенуай. Хуардлуай. Догу. Сеснер хажит сахусумнан шейлар. Да, абсолютно верно. Шейла даю алиню, нохчи хусумнана ташу хажи.
Başlam asiyazına geçen geniali bak. Valid hadil valid 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 valid. Assalamu alaikum başlam. Amir خشي انترفيو حاجي حوت سجاح لات ويستخل حوت سخلع ويجر ويستخل حوت سن والد خالد بن سقيت. السلام عليكم بسلام. أمير خشي انترفيو حاجي حوت سجاح لات ويستخل خلي حوت سخلع ويجر ويستخل Соцаки терабошин, совестцахла. Я разговаривал с Хаджи Цаницун, Хабяхкинцун, Уля Болчар, Гвистхуршусо, пока Гергалу долчается. Но Бог бяш был, потому что очень много материалов. Допустим, про Ташу Хаджи Саисанского очень много непонятного. Почему? Потому что в зрелости, в молодости о нем почти никто, точнее в молодости о нем никто ничего не знает. Если мы говорим о том, что Ташу Хаджи является, точнее, Ташу Хаджи является тем или иным представителем, они должны были знать о нем все. Но никто о его жизни ничего не знает. Кроме как некоторые кумыки начали сейчас писать, что он якобы был от каких-то Татушевых или Таташевых. Не Таташев, Таташев, но Чиюмяцун. Ну, что-то такие фамилии они начали называть, якобы, что он был кумыком. А этот Абдул-Наср Абдул-Кадыров Ермяцун, фамилия вот этот, который утверждал мне, что Ташу Хаджи является кумыком, он говорит, что якобы у него подтверждение есть от чеченцев из Иордании, которые подтвердили якобы, что Ташу Хаджи Хуайбудега, что якобы Ташу Хаджи является кумыком. Но я попросил номер этих иорданских чеченцев, чтобы они мне подтвердили это. Номера я не получил. Потом они сказали, что есть прямые потомки. Он сказал, что есть прямой потомок в Турции, являющийся прямым потомком Ташу Хаджи Саисанского, что он сказал, что они кумыки. Информацию о нем я тоже не нашел, и никто мне не давал. Это не подтвердилось. Это раз. Во-вторых, что касается любителей приписать к себе, я хочу сказать так, что Ачархаджи, который являлся исконно Нохчи, Муллой, из Тейпа Гендаргно, они тоже приписывали себе и до сих пор говорят, что якобы Ташу Хаджи является кумыком. Но не был кумыком. Ни Ташу Хаджи не был кумыком, ни многие другие не были кумыками. Но я не против кумыков. Но и своего отдавать тоже не хочу. Что касается матери его, еще раз, была у него мать кумычка, не была, это меня не интересует. Это не важно. У нас не матриархат, мы не евреи, мы нохчи. А если мы нохчи, мы ни в коем случае не можем говорить о том, что кто там был по материнской его стороне. Меня это не волнует. Может быть, его мать была кумычкой, может, не была. Но от этого Ташу Хаджи не становится кумыком, и половина кумыком не становится. У нас по отцовской линии. Вот, поэтому мы будем работать. Я работаю, ищу, я разговариваю с родственниками, разговариваю с другими. Снова же, мне разницы нету, какого он национальности. Если я исторически, мне интересно, если он происхождением нашего народа, то да. Есть интервью Амира Хашиева. Смотрел его? Нет, не смотрел. Сразу бах, не смотрел. Делал ты его. Если нет, он достоин. Нету Валид Халидов. Скинь мне в директ, я посмотрю. А за что ты меня и то начантивно забанил, за мое мнение, чем хорош нацизм, национализмом страдают бедные люди? Послушай, YouTube, ЗЖБЖМЗТ, как там тебя еще раз тебе повторю.
Валлахи, биллахи, таллахи, я клянусь именем Всевышнего Аллаха, я не болею нацизмом. Но мне твои балабольские разговоры не нужны. Это неправда. Если бы это было бы правдами, все эти... Какая вражда, если я изучаю историю своего народа? Я вам говорю, занимайтесь своей историей. Ты Итон Чантиев записал, ты Чанти ты? Нет. Ты потомок Итона? Нет. Я тебе говорю, иди, занимайся своей историей. Кто ты? Сюли ты? Или Галга ты? Мне без разницы. Занимайся своей историей. Нацизм и национализм это разные вещи. Умеренный национализм это и того разные вещи. Мне абсолютно без разницы, кто ты, откуда ты. Занимайся. И брат с Ютуба, не давай вообще вопросы задавать. Если такие люди хотят задавать вопросы, пускай и сделать через donation. Хочет задать вопрос, пускай монетизацию включить для таких людей. Пускай платит. Потому что таким утыркам, которые за наш счет и за наш народ пытаются всю жизнь прожить и проехать на шее нашего народа, Ярмушсун, Халятцан, ответит, да. Ты сеешь раздор между нашими народами. А кто ты такой? Ты называешь себя чантийцем, не являясь сам представителем Чанти Тейпа. Чанти это чисто Нохчи Тейп. И Тухум Тейп, каждый по-разному называет. Хахубалбу, зачем ты называешь себя? И Том был Нохчи. Чанти это Нохчи. А ты, не являясь представителем этого Тейпа, этого рода, записался. И меня учит он, как мне жить, понимаешь? 10-15 аккаунтов создают левые, заходят, задают свои тупые разговоры, которые не стоят ничего. То есть, мазлакушавица, харвица, ну зачем эти разговоры? Мы-то знаем это. Я знаю, для чего это ведется. Понимаете? Вот о чем говорится. И их умщешь, они не могут, чтобы о них, вот, они привыкли, чтобы о них говорили, или чтобы царь ушбьются кляться. У них вот эта тема, только чтобы о них говорили, чтобы о них рассказывали, все касающееся их. Если о них не говорят, их не обсуждают, все, у них начинается доцадатесил, жиру, сан, паника начинается у них. Саубар, бокарцания, пойма. Мазлаки, не мазлаки. Я сам лучше знаю, о ком рассказывать. Это вот дебила больного рассказывать, мне зачем это надо? Ты между нашими народами сеешь, уняды. Арана я люца ушилар. Кигуя дусон. Шанох чего, стагу муэду между нашими народами. Какими нашими народами? Какими нашими? Чанти отдельный народ у нас? Вот. Что касается Ташу Хаджиева, Ташу Хаджаляца, очень много работы. Ничего о нем фактически нет. Переписки, есть политические какие-то моменты, что его могли фактически назначали вот третьим имамом. Вот такие моменты есть в этом. Тут переписки, я тут с этим не спорю. Но какого происхождения он был? Аллаху алям, пока мы не можем доказать или опровергнуть. Само собой, кумыки говорят, что он кумык. Нохчи говорят, что нохчи. Ну и вот такие вот баталии у нас идут. Вот. А что касается чачани, тюркское, аварское, ханна дала, эс тюрк штира даделла, эс авар штира даделла, вой муакца берзена, вой дебшду, вой дешду. Üç şey söyle, şey sayıç abu, 10 kilo şey abu, vay zadu. Мы дали, вы дали, хари ожи, тебяхкину. Нохчи. Мы все прекрасно знаем это.
Вот. А что касается были ли пришли, да, были пришли здесь эти. За царской России, за спиной царской России получили чеченские земли. Нуцалы, шамхалы, беки получили. Садой эн ногчи тейп ду. Древний тейп ду. Щеку яцут я. Шейламбош чеберлой тейп ду и. Уоник заун да чебау ю шейламбо садой. Жим тейп да садой. Предела до 30 тысячам будешь как минимум, если не больше. Тейп туркуя тоже пытались выучить. Да, тейп туркуя, ну, не зная, что на чеченском языке Турция и турки называются по-другому. Хункерхуай, хункруай, хункермах ол Турциях, хункруай туркшах. А туркуай туркиял олшо метта хабөл бу, нашхар хабөл буш. Очень древний тейп бен туркцасун, бен турки бубацасун, но туркиял олш метта нашхар хабөл буй хасунш. Это вот Тирвай, ну Тирвай само собой, но чего тут и обсуждать не стоит. Башлам шейла қуайт толшуду, қуайт шудақын олш хазы, вайн сейснар хашс. Сон ица хазы, қуайт шудақын олш, ну, есть башлам, кумыки это пришлый народ, это совсем, да, конечно. Это пришлый народ. Тюркские народы, племена все пришли. Когда пришли? 1000 лет тому назад, 800 лет, это уже от разницы зависимости. Как кто-то по-разному. Кто-то говорят, что еще во времена Аланского царства пришли, кто-то по-разному называет. Валид Халид бин Ондул, да, свежре. Просто у меня сейчас немножко тяжелый период, ажим холодусум. Я не все могу купить, не все могу разместить. Это он дикбат свой пока, да, ну, дикник хриду, да, у меня с телефоном что проблем, что он иттер чувал веш ворсо, так масумац это цаху. Так цанга дюр швалиш, да, рекламу иногда некоторые заказывают, тут начали заказывать. Это на хаюс, так, надо материалы купить, надо архивы какие-то купить, надо распечатать, надо сделать массу на аштю. Сейчас рубль вообще подешевел. Да, хума децало, цанга дьюш масан, ди разоблачить, би городи, ожади, ольдабило. Но они не понимают, что это, блин, это не все так просто. Не знаю, Стамбула, может быть, я не знаю. Поэтому сложная ситуация, чего везли. И смасяги щаться. Ну, да, дикник херду, дикчумни, то есть шатойский кластер я полностью еще даже не изучил. Хотя шатой это вот прямо что-то вот памтуай, хакуай, сеттуай, гаттуай, варандуай, вашандруай. Надо уделить внимание. Ну, вот. Раньше были колеса, сейчас и колес нету. Пешком много чего не сделаешь. Все говорят, пригласить валяр, да, могш вочхул, да, сялан том свой гуломбар, том свой да кайкнир. Но с этих увидел цехала это, цебелиса, цани могш вочу. Нахиг объяснить ты, да, цакиет. Так, там гулом больше на, ты хабах китин, да, вегетинас, хал гулом больше на, со ой, уж Джафар Савалин, такая ситуация, не всегда получается все делать. Вот. По мере возможности пытаемся. Это тоже большхул, бочхул. Не каждый это понимает. Вот так. Давайте еще чуть-чуть отвечу на вопросы. И мы, наверное, я вам дам отдохнуть. Башлам, те, кто собрал вас, блогеров, и сказали, нужно работать вместе, почему они вас не спонсируют на это? Нас никто не собрал. Чего вы взяли, что нас кто-то собрал? Нет, просто мы сами собрались. Что касается спонсировать, не спонсируют.
Сейчас никто не может выступить спонсором, если какой-то крутой бизнесмен и так далее. Но я сейчас таких патриотически настроенных бизнесменов, к сожалению, не видел. Башлам бунтарками персы называли Тейп Туркой, которые раньше жили на территории, которая сейчас, грузинам Туркой Тейп дал отпор Александру. Но это вот... Я ознакомился с твоей версией, я понимаю, но, к сожалению, Туркуай, Туркел, ошо, меттиг нашхар хабюльбу, из Грузии бюля бацюш, нашх Грузии, яс, нашх ногчичую. ДНК-тест показал, они самые близкие ветка, родственники от нашхоевцев. Не знаю, там, бунтарки, не бунтарки, но Туркел, ошо, меттиг хабюльбу, Туркуай. Вот. В Грузии жили турки-месхетинцы, возможно, ты о них говоришь, но они у нас живут тоже в Наурском районе, немного их, но они не имеют никакого отношения к этим туркам. Турку-Айтейпу. Турку-Айтейп это чисто исконно Нохчи-Тейп. Никаким грузинам, ни на какой территории Грузии они не проживали. По крайней мере, у меня такой информации нет. Возможно, у тебя есть своя версия, но я не отрицаю, я не говорю. Но у меня такой информации нету. И ДНК-тест показал то, что есть. Вы, конечно, иногда рассказываете какие-то там достаточно новые вещи. Для меня это немножко иное зрение. Туркуай тайп Туркхал уж меттигер хабюрбу. Ты меня не понял. Бунтарки, они чеченцы, которые после развала Урарту полностью остались. Может быть, Ахмадиевло, где ДНК-тест сойди, чеченский ДНК-тест. Пошлам самые известные эшбатовцы, 91-й. Самые известные эшбатовцы нет, в моем понимании. Эшбату есть эшбату, и мы ногчи, все. Пошлам эшбату, да, тоже есть ножки. Но не так рано вышли, как Бейно и Аларве, у них 800-900 лет вышли они. А Мелардо считается, что из арабских стран распространяли ислам. Одна версия и другая версия Мелардо пришли из Хунзаха, это вторая версия. Мулкуай и Эхшпатуай Цеси считаются братьями, родными братьями. Мулкуай старший, Эхшпатуай средний, Цеси младший. Это по Сулейманову. Близко родственные считаются. Но это по преданиям. Я так понял, они близко родственные, потому что как побратимы с Анхалшухтердой. Савош Башлам. Почему комитет по восстановлению Ауховского района настаивает на границе района 1921 года, а не границе 2020 года? Баркал. Третий раз. Муаликум салам. Баркал хуна. Время, когда присоединили, время присоединения, может, я не знаю, надо проверить. Но я проверю это. Достоверной информации нету. Ицлаев 01. О чем информация? Башлам, какие материалы ты покупаешь? СС, ваша, я Дейц еще что, кех что, ширкех что, оцифровать, копировать, кех что. Воин уешедош кирштуш. Ишт киршту так картнаш что дезду инзри дезду картнаш. Ширкинчк что так ситуация что каю везли шадик дица. Я хеш по кинчк что езю. Еще езю. Мне сейчас очень кровь из носа нужна карта Броневского. А мне ее один брат прислал книгу. В этой книге я нашел карту Броневского. Но эту карту попросил один человек, которому я не могу отказать, и, к сожалению, я уже ее не могу никак вернуть. Вот такая вот ситуация. Она мне очень сильно нужна.
Я очень сожалею, что она была в формате А4. Я очень сожалею, что я ее утерял. Ну, я ее не утерял, а то, что я дал. Ну, что поделаешь, удивился. Башлама, правда ли, что раньше было мало тейпов, нынешние тейпы это ответвление от больших тейпов? Правда. Что было раньше меньше тейпов, я сказать не могу. Есть вымершие тейпы, это все знают. Один из таких тейпов это тейп Зурзгуай. То есть у нас Зурзуки тейп был. Об этом и селение, и место было Зурзуки. Ну, сейчас о нем я не слышал, чтобы кто-то остался из-за этого тейпа. А то, что ответвление от больших тейпов, это правда. Это правда, достоверно. Вежри, еще чуть-чуть я отвечу, и мы закончим эфир, потому что я не могу, к сожалению, тратить все наш трафик. Надо завтра еще эфир провести, поэтому донаты как-то пытаюсь аккуратно сдерживать. Говорят, тейп Меллардой переселил имам Шамиль. Есть такая информация, и Ицелаев, да, я слышал такое. Дзурдзуки, хочешь сказать тейпу? Я не хочу сказать, а был тейп Дзурдзукой. Есть информация. И тейп, и село. Конечно, был. У чеченцев был. Может быть, они, являясь потомками прямых тех Дзурдзуков, оставили. Конечно, есть доказательства, есть этому. Селение Зурзук. Низумсуай, Низуонуай. Чермой это садейнаню чермо. Не маленький тейп, но и не крупный. Не сильно древний. Чермой считаются, появились где-то в 14-15 веке. От названия черм, от своего предка, имя Чермхалацин, Цунахадевду чермой тейп, от имени. А так, более древний считается, что черма это харачоевцы, те же харачо гарло, что чермой. Вот. Ну, по крайней мере, так говорят. Кажется, харачой, если я не ошибаюсь. Асбах вот акаса садейнан чермою. И мне ли их не знать? Есть информация по тайпу Евлой. Евлой Амад. Я, честно, не хочу говорить ваше. Евлой тайп есть информация. Мы их считаем чисто своим тейпом, но Харачой крупный тейп, что ли? Конечно, крупный тейп Харачой. Удивится. Харачой это крупный древний тейп. Евлой это... Бац, мадите умше, кенты, мадите целый умш. Евлой бачун, евлой информацию у нас живут некоторые евлой Ачхой Мартане, считается Ашбу. Происхождение их я не хочу говорить, Войчер, Нохчебу, Цацвочер, Гюджимахкер, Олшиш, Цацметкшбу. Ну, это чисто наш кластер, имеется в виду нарский кластер. Я их древо видел. Я видел это древо, но я не знаю, достоверно, да, Цумячонсу и Бог. Я не знаю, я не защищаю его, сон боишь, стацвежери боишь, но цу его шащаша навсегда оцен. Я не хочу поэтому влазить в это дело, но как-то так. Ты первый человек, кто меня спросил об этом, и я не сильно люблю говорить об этом, честно сказать. Да, вот с грузинскими я знаком, с нашими я тоже знаком. Ситуацию. Кофе дамели, литр почти что. Не так легко сидеть
часами. Хотя не каждый поймет. Но каждый выбрал себе путь. В среду я не вышел в эфир. Чего расстроен? Это был день фиаско в моей жизни. Чего ты кидаешь дари? Никто не обещал легкой жизни. Такой мир, такое, как говорится, тут ничего не поделаешь. Штамашту. Короче, мы берем вот так рыбу и на газовой грелке эту рыбу, сушеную рыбу. Ну, почти как желтый полосатик, но такая вот. Нет, неправда. Варство это ногчи, часть ногчи народа. Ни с каким Александром Македонским они не воевали. Во времена Александра Македонского не было такого понимания, как варство. Варство это всего лишь часть нашего народа. Тейпы, варство, они чисто ногчи больше. Никакой македонский, ничего такого подобного нет. Штай. Апельсин. Желтый полосатик буха. Здоровый образ жизни. Рыбу люблю я, рыбу. Так, что? В Грузии то, что есть, его есть. Но в Чучуа его есть. Ну, как они кем себя считают, я не могу им запретить. Допустим, ничего удивительного нету. Кстати, об этом говорил, кажется, и сам Абадиев тоже. Идрис говорил там, что проживает очень много якобы Евлоевых проживает в Чечне, что они себя там чеченцами сейчас называют, Барцу, или что якобы чуть ли не весь Ачхой Мартан и Валерик принадлежит им Барцу, Ачтахму Барцу. Такие разговоры у него были. Почему-то в этом случае это нормально, а в другом случае... Но генеалогическое древо, то, что там новое, там какое-то что-то такое было, но я не знаю, относится ли это ко всем Евлоевым, можно ли это говорить, являются ли они все, как бы. Но скажу честно, Евлоевы, по крайней мере, очень светлые и такие же рыжие, как я в основном. Рыжих ингушей увидеть, это очень странно. Это нонсенс. Вот. Я не знаю, может он как бы от себя сказал, но факт остается фактом. So LA, вы слышали, наверное, это все и без меня. И что? Везри, Бигду. Зеркальный ответ Черму Харачу, братья Чунгру, то же самое. Я Харачу. Уважаемые мои братья, сейчас уже 4 час. Амадевло, Белдахвар. Тебе никто не против, да, будь кем ты говоришь, Галаубая, да, ты оберктел, все, никаких проблем нету. Да, наверное, ты имеешь право. Тех 2 Евлоев, которых я знаю, которые они говорят сейчас ночью до убошвиш, и я и их не осуждаю. Иш санохчи бу, санохчи ночью шивош гала Евлову. Разница уж умдать. Еще гала была разница. Вот цана приписывать дешвац, все нормально.
Царь, может, они просто сказали так, может, они надо мной пошутили так, не знаю. Но это не факт что плохое. Сундера, что для меня нету никакой разницы. Но честно сказать, кем себя считают, я не против. Поэтому им выгодно это говорить. Ну, я бы не стал. Соэршбату, в Ингушетии, соэршбату Эрдон. Я понял, соэршбату Эрдон, сонохчу Эрдон. Совияхаху ада сонохчуш. Бусулбову сонохчуш лиру. На этом я завершаю сегодняшний свой эфир. Огромное спасибо моим братьям, сестрам, всем, кто сегодня задонатил, помог нашему каналу. Огромное спасибо, огромная благодарность всем, кто лайкал. Хочу попросить вас всех, подписывайтесь на наш канал, на этот канал, на Башлам.39 Лайв, закрытый канал для прямых эфиров, трансляций. Вход только для настоящих людей, никаких нарнийцев и так далее и тому подобное. Не забывайте оставлять лайки, оставлять 1-2 комментария. Не оскорбляйте народы, тайпы, общество. Людей нужно конкретно, кто сделал, их нужно наказывать. А остальных игнорируйте и отправляйте их к чертовой матери. Пустышек, троллей, они не стоят ни ваших нервов, ничего. Огромное всем спасибо. Баркал дересхил, Аллах даль эхтубуэль. Не забывайте, что вы, иншаллах, скоро будет жарко, скоро будет очень много интересного и нового. Я вам обещаю. Не спешите, по мере возможности. Жим-жим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Если у вас будут вопросы, пишите в директ, я всегда отвечаю. Реклама в директ, вопросы в директ, что-то новое, карты, книги, что-то вы найдете старое, историческое, тоже в директ. Было, не было, я уже дальше вам объясню и покажу. Если нужно напечатать, напечатаем и покажем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. С вами был ваш брат Башлам. И я очень надеюсь, что завтра мы с вами встретимся. Адекюэль. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. No sé, usted, valor, всем спасибо. Всем доброй ночи.